Известно ведь, что в награду от неизреченного дано всем уверовавшим в него носить длинные волосы на голове, бороду и длинные виски. При большой же опасности возвращают верующие свои волосы Богу. Сейчас срезали и состригли люди волосы свои и опять ждать стали. А вышел священник и напомнил, что нехорошее свершилось. С утра никто, кроме светлого Тама Герафанхаза, память ему вечная страдальцу, толпой убитому, в белый храм не наведался и до сих пор не получил Бог, как то ему положено, упитанного агнца мужского пола, годовалого и беспорочного. Упрекнул священник людей, что деньги они все разом пожалели, себе на черный день приберегли. А люди в молитвенном доме отворачивали свои лица от священника, вспоминали, что были и они в бунтовавшей толпе. Панхаса, на небо отправивший, что весь день на улице провели с глазами пеленой задернутыми, ушами растопыренными, потому что слухи ловили, достоверного слуха ждали. Вот и теперь ждут. Из-за этого только и царя в покое оставили, дворец ему не разгромили, потому что, когда уже во дворец ворвались, услышали, что караван сверху с реки справился, и с ним вроде как свой человек. Уж этот-то человек должен достоверный слух принести. Вот за слухом-то достоверным все сюда и кинулись. Еще немного ведь подождать осталось. Надо обмыться дать с дороги тому человеку. И придет тот человек сам, куда же ему, как не сюда, в дом молитвенный возле караван-сарая сразу прийти. И сам все, что и как в мире есть, обскажет. А то, что, говорят, пришел не какой-нибудь рахданит знаменитый, а, по слухам, совсем простой человек, так это и надежней. Ведь тут одно важно, что он, который придет, их видел, от них идет. Стояли. Душно сейчас под низким потолком старого дома собрания. Жарко и потно, и ноги давно затекли. Ох, как трудно бывает ждать. Вся жизнь этих людей с младенчества предрекалась им, как жизнь скорбящих о сроки. Такому учила их мать вместе с первой детской молитвой, такому потом наставляли их в домах собрания священники, терпи в ожидании, что когда-то в будущем сможешь радостно воскликнуть: «Время, которое мы ждали, вот пришло». Но одно — дожидаться, пока откроется видение мужа вожделения и явятся пророчества, и не забывать заниматься семьей и делом. И совсем другое — стоять вот здесь под низким душным потолком, как под дамокловым мечом, который подвязан на ниточке и вот-вот упадет на твою голову, и ждать, как скоро ниточка сама оборвется, ловя слухи и сплетни о том, насколько уже истончилась ниточка. Не бывает зряшными знамения, и звезда еще никогда не останавливалась напрасно. Видно, в суе совершили мы то, чего не надо было совершать. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы непотребными сделались, суетными? Нам были уготовлены жилища здоровья и покоя, а мы стали жить худо. Нам предначертана слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы пошли по путям злым. И вдруг вскрик: «Не мы распинали их! Арсии виноваты!» «А кому Арсии служат? Не нам, городу!» «А разве мы не город?» Царь Иосиф сказал: «Нас от них отделяет леса и топи. Через леса и топи они большим войском не дойдут». Царь Иосиф сказал: «Не Арсии, а мусульмане врагов своих кефиров распинали. Разве нам отвечать за мусульман?» Говорят, вышел срок. Говорят, городу нашему вышел срок.
Пойди спроси беременную женщину, могут ли по исполнении 9-месячного срока ложесные ее удержать в себе плод. Всякое ответит: не могут. Ох, где же этот наш человек, что от них пришел? Уж он-то про срок знает. Чего же он грехи отмолить с дороги к Богу не спешит? Пусть Мазбар за ним сбегает, ведь не грех, когда все мы ждем этого человека, и поторопить. Близко уже к рассвету. Много было времени у гостя из Самбатаса и на пересчет товаров, и на омовение, и на перемену одежд, и на ласковую игру с прислугой в караван-сарае, коли уж так не втерпешь тому после долгой дороги. Однако не пора ли и честь знать? Не кажется ли, благочестивые соседи, что дожидаем мы тут Самбатасца как пророка? Неужели такое вслух сказано? Кто мог вслух себе дерзость позволить? Оборачиваются сукоризные люди. Но развязана тишина. Знаете, почтенные соседи, если не скрывать нам друг от друга, что все мы ждем Самотасца, то надо признать, что он один заставил ждать себя многих почтенных граждан. Надо, чтобы староста пожурил его за непоспешание. Почтенная, а может, купец, которого мы ждем, давно уже в церкви? Как в церкви? А так, не сменил ли он веру? Да нет, говорят, он шел с армянцами-каменотесами рядом, высокий, в шапке-тузурке, с веревкой вместо пояса. Говорят, он из наших мест и веры нашей. А вдруг он в Белый храм сразу пошел? А что, если он сразу к царю? Известие какое имеет? Вот же он. Он вошел, необычно высокий и худой. Толпа раздалась перед ним и пропустила на самую середину дома собрания. Свечи бросали свое пламя в его черные, невыцветшие глаза, и было что-то странное в его морщинистом лице и голове, блестевшей в пламени свечей, как галыш с берега реки. Не сразу люди поняли эту странность, но когда Самбатасец внезапно резко, как стражник, расставил ноги и встал грудью против всех, то вдруг сообразили люди, что Самбатасец вошел в дом собрания, не покрыв головы, и была его голова бритой, а с затылка кисточкой свисал оселедец, и над бритым подбородком спускались с верхней губы вислые усы. И пришли в ужас люди в доме собрания, и увидели, что широко расставил ноги Самбатасец, чтобы яснее показать, что на нем шаровары синие, как разливанное море, а вместо халата белая рубаха. О, горе нам! Как в масличном саду остаются на деревьях 3 или 4 маслины, или в винограднике обобранном не досмотрят несколько гроздей те, которые внимательно собирают виноград, так и мы просмотрели и впустили в дом своего собрания отступника. Спасайтесь, братья в вере! Послан на нас огонь, кто угасит его? Посланы на нас бедствия, кто отвратит их? Прогонит ли кто голодного льва из леса? Угасит ли кто огонь в соломе, когда начнет разгораться? И подняты вверх к Богу, наказующему заломленные руки, и причитают теперь, как над мертвым, над тем, кого всю ночь прождали. «Эй, люди, у кого есть нож? Я хочу перерезать горло оскорбителю!» Но Самбатасец засунул руку под рубашку, вытащил из-за пазухи платок, прикрыл платком голову. «Успокойтесь, братья в вере, я не стал неверным. У меня просто не было другой чистой одежды, а та, в которой я был в дороге, слишком грязна, чтобы я посмел в ней войти в молитвенный дом. Если бы я остался в грязной одежде, не соответствовала бы моя одежда моим чистым помыслам. Да и сколько наших единоверцев сменило в чужестранье не только одежды, но и имена, чтобы не выделяться, ибо душа, а не одежда и имя мерила верности Богу. Или не так?
а я пришел в той одежде, которую я теперь хочу носить. Недоверчиво посмотрели на Самбатасса люди, а Гербулан стал пробиваться к нему поближе. Собрался услужить новым своим братьям в вере, искоренив отступника. Но Самбатасец увидел пробиравшегося к нему Булана и почти радостно сказал всем: «Люди, присмотритесь вон к этому кочевнику, что пробирается ко мне. Клянусь, я его знаю, и он знает меня. Скажи, Гербулан, как поживает твоя бывшая жена, а моя дочь Серах? Вижу, что ты ее очень любишь, раз перешел в ее веру». И опять оторопели люди и повалились на колени, потому что теперь все узнали в старике Самбатасце, бывшего старосту в этом молитвенном доме, благородного Вениамина. Гербулан споткнулся и стоял, не двигаясь, в странной позе. Все молились Богу. «Почтенные», — сказал Вениамин, — «это хорошо, что вы сейчас сразу решили вместе со мной помолиться. Но что я слышу в ваших молитвах? Вы спрашиваете сейчас у Бога, не Деф ли это в облике старого Вениамина, а некоторые из вас даже уже громко просят об изгнании Дева из Божьего заведения. Но почему я должен быть Девом? Разве кто видел меня мертвым? Или не слышали вы, что выбрал меня царь Иосиф для отправления польских дел при Ольге, великой княгине? Да вот Гербулан подтвердит, что он меня опознал. Я ведь, люди, очень спешил к вам. Дочерей своих даже еще не видал, не обрадовал их, что я жив. Сам внукам не порадовался. Старик шагнул было к Булану, раскрыв объятия, видно, давно уже простил Вениамин своему бывшему зятю побои и красного голыша, которые тот ему учинял. Но Гербулан старика не обнял, а стал сам быстро пробираться к выходу, и людям осталось только гадать, то ли побежал он к Серах сообщить, чтобы скорее надевала праздничные одежды и спешила к дому собрания, отец приплыл, то ли, как верный пес, помчался он к Карсу-Тархану, а может и самому Иосифу, чтобы оповестить их, что нежелательный присутствием в городе еретик посольскую службу самочинно бросил и опять здесь, в городе. Люди же Вениамину сказали: «Говори». И поскольку он молчал, переминаясь с ноги на ногу, то стали подбадривать его криками: «Говори, не бойся, как есть, открой нам глаза, не страшись сказать правды, о себе расскажи, как устроился, какие цены в Киеве, похвались, как живешь, Вениамин». Известно ведь, что нет ничего слаще для вернувшегося с чужбины человека, чем похвалиться перед своими, показать, что там вдали не ударил в грязь лицом, в делах преуспел. Вот и надеялись все, что когда человек про то, как сам преуспел, рассказывать начнет, то уж запинаться не будет, а расписывая про себя заодно всю подноготную картину, какая она там у них, выложит. Однако Вениамин вместо того, чтобы открыться людям, сказал: «Вставайте все с колен и меня послушайте». Там тоже на колени опустился и уперся лбом в пол и стал неистово молиться. Переглянулись люди. Но что было делать? Пришлось всем тоже вместе с Вениамином долго молиться. И пока молились, усомнились уже, таким ли Вениамин был заядлым еретиком, как про него потом даже сама его дочь Серах всем на базаре рассказывала. Вспомнили, что и раньше всегда Вениамин набожностью отличался, а ежели учение Анана остался верен, так ведь здесь многие, кто победнее в городе, согласны с учением Анана. Однако, молясь, поразмыслили люди и о другом, о том, что водил в свое время дружбу этот старый Вениамин с волчонком и с Таной Жемчужиной, дочерью Руса Воиславы, что даже пострадал сильно за них. Жалели тогда его люди, полагали, что ошибся в знакомствах старик. А оказывается,
хитрым и мудрым был старик, знал, чего ради страдания принимать. Оказывается, от знакомства того случилась Вениамину польза. Так теперь поразмыслили за молитвой люди и поняли, догадались за Вениамина о том, чего он сам не понимал, а догадывался, и для самих себя вполне удобно объяснили историю того, как Вениамин с помощью Воиславы очутился у них. Иные люди ведь всегда охотнее верят в заранее продуманное действие, нежели в игру случайностей, и легче им поверить в низменную цель, нежели в красивые поступки. Бывает, что выйдет у человека неожиданный порыв. Однако всякий знает, что жизнь материальна, и поэтому под порыв уж кто-нибудь да и подведет этакий расчетец, а другие про расчетец сразу отхватят, стукая себя по лбу. Как же мы сами-то об этом не догадались? Вот оно в чем заковыка, а мы-то, дурни, думали. А Вениамин-то, видно, уже давно на них свою судьбу поставил. Короче говоря, иные, стоявших на коленях, потных верующих в доме собрания, вдруг раскусили Вениамина. А Вениамин молился среди них, одетый даже чужаком, и его бритую голову с длинным оселедцем прикрывал от их гнева только красный платок на затылке. — Эй, киевлянин, ну отвечай же! — прикрикнул кто-то на старика. И была в нарушившем общую молитву голосе уже не столько нетерпеливость, сколько враждебность. И то непоправимое, что случилось дальше, как рассказывают люди, поправить уже было никак нельзя. Во всяком случае, рассказывалось потом в житии, что, как почувствовал Вениамин вокруг себя враждебность, так сразу и решил себя отдать Богу, стать мучеником. Понял, что нужен будет свой святой потомкам хазар, крымским иудеям-караимам. Открылось ему: побегут хазары в Крым. Вениамин уже держал однажды ответ перед враждебной общиной. Как известно, сведущим смена толка веры, сирич того, как данную веру толковать, понимать, как ею в судьбе жизненной верующим руководиться, означает порой больший переворот, чем даже сама смена Бога. В Киеве он слышал часто поговорку: «Не красна изба углами, красна пирогами». Так и с богами. Красные углы при смене толка остаются прежними, а пироги-то напрочь вкус меняют. Мы же даже хоть и духовно не углами кормимся, а пищей. Так-то. Вениамин вот и держал за четверть века перед нынешним случаем на собрании общины ответ за то, что отказался под новый толк подстроиться. Жрецы неизреченного бога, получив поддержку от нового потока беженцев, людей преимущественно богатых, сразу открывавших в городе каждое свое торговое дело, тогда вдруг перестали пускать в Белый храм сторонников толка Анана. Жрецы вызвали анонитов на собрание общины, чтобы поспорить с ними по богословским вопросам перед всеми, но говорить никому из вызванных защищать учение Анана не дали, а просто избили их. Тогда, правда, 25 или больше лет тому назад, был Вениамин еще достаточно крепок и быстро оправился от побоев, которые ему доказали, что он принадлежит к избранному Богом племени. Теперь же он был стар. Он был стар, а предстояло опять обратиться к людям со словом, которого не хотят и заранее уже решили не слушать. Но сказал себе Вениамин: ты стар, чего же боишься? Разве старик должен бояться, что честным возьмет его к себе вездесущий? Или ты уже и сам в том, что должен сказать, сомневаешься? Вениамин все еще стоял на коленях, но он поднял голову. Он никогда не был трусом.
Он вспомнил, как сражался с целой стаей волков. Он встал с колен. Он сейчас думал о том, как, затаив дыхание, ждали эти люди его известия, но действительно ли ждали они правдивого известия, а может быть успокоения? Только успокоения. Он выпрямился. И без того необычно высокий и тощий, он напрягся, невольно приподнялся на цыпочки и казался теперь крепким колом, вбитым посреди храма. Все еще были на коленях, все глядели на него и молчали, а он уже знал, что им скажет, и про раббанитов ортодоксальных, которые всегда считали, что только они правоверны и потому презирают всех других, потому что хоть и называют свой толк веры в неизреченного Бога толком для избранных, но только и делает, что запугивает Богом, его жестокостью, его беспощадностью этих своих несчастных избранных, и про высокомерие избранных, которому грош цена, потому что это высокомерие самомнения и зазнайства от тупости своей самомнения и от ничтожности своей зазнайства, и еще про золото, может быть, больше всего про золото, про желтую чуму, в которую многие повергли самих себя и от которой надо всем бежать. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам, содрогнитесь беззаботные, ужаснитесь беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и перепояжьте чресла, будете вы бить себя в грудь о прекрасных полях о виноградной лозе плодовитой. На земле этой скоро будут расти только тернии и волчцы. Чертоги будут оставлены, и шумный город покинут. Вот так он, Вениамин, сейчас заговорит. Еще мгновение, и так он заговорит. Ему бы только несколько нетерпеливых криков навстречу, тогда бы легче ему бросить им это в лицо. Но они не кричали. Кто же выкрикивает, стоя на коленях? А они еще стояли на коленях. И Вениамин вдруг подумал, что ортодоксальные заставили избранных всю жизнь стоять на коленях. Или нет, им еще можно и ползать, собирая золото. Ну что вот, насобирали они здесь у реки много золота, а племенной союз государства, развалили. Город и всю Хазарию под меч подвели, и некому их самих теперь защищать, ибо нет Эля, нет государства. И самое большое, на что теперь эти люди способны, это срезать свои волосы и ждать. Чудо от Бога. Нет собственного заклания. Они могли только замереть, как птица, на которую поглядела змея. Они хотели только оцепенеть. Они все еще стояли на коленях. Они привыкли цепенеть с надеждой, цепляясь за надежду. Но чем он их мог обнадежить? Он прибежал к ним, чтобы предупредить. Но ведь не понравится им его предупреждение. Он сказал: «Боже, душа, которую ты мне дал, чиста. Ты создал ее, ты ее образовал. Ты вдохнул ее в меня. Ты оберегаешь ее во мне. Ты сегодня ее у меня примешь, но возвратишь ее в дни грядущие». Прозрачно для всех он намекнул и пошел к выходу, перешагивая через молящихся. Они молча провожали его взглядами. Зачем он потом остановился у выхода? Зачем обернулся? Зачем громко крикнул им, обнажая свой темный намек: «Приведите Кагана!» Он несколько раз выкрикнул с порога эти два слова, означающие «начинайте войну», а сам смотрел на
перекашивающиеся лица, в мутнеющие от страха глаза. Он и потом не ушел. Напротив, он вернулся на середину молитвенного дома. Пока возвращался, уронил с головы платок, не поднял. Прикрыл обнаженную голову обеими ладонями и, опустившись на колени, так начал молиться. Он не должен был молиться за вот этих. Он не верил, что можно выпросить помощь у Бога, если Бог один-единственный для всех, поучал Анан, один для мусульман, христиан, и вот для них, то почему Бог должен теперь прийти именно им на помощь? Они ведь не хотели жить от виноградников, они не хотели жить от стад, и от честной торговли они жить не захотели. Им показались малые доходы, и они сделали плотину и перехватывали чужое. Почему же за то, что они перехватывали чужое, им теперь должен прийти на помощь Бог? Скорее Бог поможет другим, кто придет восстанавливать справедливость. И все-таки Вениамин стал молиться за них. За них, потому что с ними его дочери и будут его внуки. Так уж устроен мир, что душа человека там, где посеяно его семя. Беда Вениамина была в том, что в дурной почве оставил он семя, но что ему было со своей бедой поделать? А потом Вениамин вдруг подумал, что когда войско во главе с Каганом выйдет для сражения навстречу Барсу Святославу, то и он, Вениамин, должен будет пойти с этим войском. Надо будет только обязательно уговорить Сирах, чтобы она бежала из города. Он ей укажет, куда. Есть у него надежный человек в Киеве, который ее примет, а самому придется пойти с войском. А как же иначе? Вениамин поднял голову, он говорит: «Братья мои в Боге, я только затем и вернулся в город, чтобы пойти на бой вместе с вами. Я тоже возьму пращу и пойду впереди среди пращников. Я раскручу пращу и буду метить в полководца. Святослав силен, но если на нашей стороне будет Бог, мы умрем достойно. А сейчас пойдем все вместе совершить ташлих. Перед тем, как метать камни, всегда полагается исповедаться. Чистую исповедь от нашего погрязшего в грехе стяжания города не посмеет уже принять ни один священник, кроме самой смерти. Но мы можем сами совершить ташлих. Вспомним этот древний обряд нашей веры. Мы пойдем к реке, и пусть каждый вывернет все свои карманы и начнет вытряхивать в уходящую воду все свои грехи. Все до крошки мы должны будем вытряхнуть из своих карманов. Никому уже не понадобятся ни его деньги, ни закладные на имущество других, ни свое имущество. В уходящую воду бросим злополучное имущество. Помните, надо очень старательно вытряхнуть из своих карманов, чтобы не осталось ни крошечного греха. Вениамин говорил молитвенно, стоя на коленях, а глаза его искали глаза людей, молившихся вокруг него. Но он не сумел встретить ни одних глаз. От него отводили глаза. Он повысил голос, потому что ему показалось, что и уши от него все тоже отводят. Вокруг него была тихая, мертвая стена, глухая, как опустившаяся ночь. Потом сзади, из-за этой стены, кто-то так же тихо, но внятно сказал: «Братья в вере». А может, еще все обойдется, если мы все договоримся, что вроде как ничего не слышали, а? И в этот же миг Вениамин почувствовал острую боль под лопаткой. Все поплыло у него перед глазами. Он чувствовал, как режет острое лезвие его тела, и хотел вернуться, чтобы увидеть, нет ли своего убийцу. Зачем ему было лицо убийцы, а Бога? Потому что, как известно, в час смерти верующим в неизреченного Бога наконец-то показывается, открывается сам Бог. Но вместо Бога прямо перед собой Вениамин увидел лицо своей покойной жены Мирры. Только почему-то у нее теперь были не черные, а
белые волосы. Мирра улыбалась и что-то говорила, а он никак не мог разобрать, что, и он тоже торопился ей что-то сказать и не успевал. Тогда он собрал все свои силы, повел плечами, сбрасывая с себя навалившиеся на него тяжко дышащие тела, и встал над всеми. Он стоял над всеми необычно высокий и худой, как пограничный столб, вбитый почему-то посредине молитвенного дома. И он крикнул: «Погибнете вы! И не от того, что из корня змеиного выйдет аспид, не летучий дракон грядет к вам, войско плывет по реке, голубое корзно пляшет на плечах полководца, боевые хоругви и знамена на носах лодий, белые рубахи, как на мне Вениамине на гребцах, как положат гребцы весла, как возьмут все они в руки по мечу обоюдоострому». Ему было ответом многоголосое: «Бейте отступника!» Царь Иосиф приказал казнить на месте всякого, кто будет сеять панику, требуя Кагана к народу. Не было камней на гладком укатанном полу дома собраний, а то бы каждый бросил в него камень. В тот день укрепленные города твои будут, как развалины в лесах и на вершинах гор, и будет пусто, ибо ты забыл Бога спасения твоего. Что шепчет еретик? Эй, а ну ударим еще раз, у кого сила есть, все ударим. Будет он войну накликать. Эй, все ударим его еще раз. За убитого отступника Бог на том свете по 7 грехов снимает. Он лежал с глазами открытыми небу. Его тело выкинули из молитвенного дома. Когда Гербулан привел к его вытянувшемуся телу царицу Серах, он еще дышал. Серах наклонилась над ним, он прошептал: «Здесь пощады не будет. Беги в Киев, дочка». Серах сама закрыла своему горемычному отцу чистые глаза. День 37. Балбал-Арс-Тархан. Все мужи испортились из-за вещей. Увидев имущество, они кидаются, словно гриф, на добычу. Они держат свое имущество, заперев его, сами не пользуются. Плача от скупости, они собирают и копят золото, не замечая родных и близких. Они стерегут имущество, на родственников смотрят, словно собаки, из-за имущества, не памятая о небе, сыновей удушат. На следующее утро Арс-Тархан запел. Песня нужна была ему для успокоения. После злосчастной смерти Кандар-Кагана Фанхаса титул главнокомандующего и еще вдобавок титул Джавшигара, командующего флотом, Иосиф передал Арсу-Тархану. Теперь Арс-Тархан должен был стоять на носу единственного царского корабля и ждать, когда царь Иосиф соизволит взойти на корабль, а на Арса-Тархановом месте суетился выдвиженец Гербулан. У Арса-Тархана на душе было муторно. Он все думал, не смертнику ли подарены 2 громких, но пустых титула. Не своему ли человеку, Булан принял веру неизреченного Бога, освобождена ключевая должность. Если ворона узнает о грозящей нужде, она проклевывает лед. Когда охотник скрывается, она глядит на приманку в селках. Завидев добычу, гриф бросается с высокого неба вниз. Мудрый человек, когда ему дают совет, понимает быстро. Арс-Тархан не хочет быть глупее ни ворона, ни грифа.
Он понимает, что дела Хазар настолько плохи, что самая пора высматривать приманку в селках, проклевывать лед и бросаться с высокого неба вниз. Только как? Царь Иосиф с утра показывался по городу, трижды пересек его вдоль и поперек в сопровождении множества стражников во главе с новым начальником стражи Гербуланом. Пересекая город, Иосиф был в доспехах и панцире. А вот теперь захотел еще и на корабле вдоль берегов поплавать. Арстархан увидел, как машет издали Гербулан платком, подает Джавшигару условный знак причаливать, подавать Иосифу корабль. Ударили хлысты по 25 рабским спинам вдоль правого борта и 25 рабским спинам вдоль левого. Прикованные к скамьям гребцы повели корабль к правобережному причалу, где обычно швартовались заморские челны, и взымался бадж, налог. Еще вчера здесь стояли люди армян-каменотесов, приплывших с верха реки. Сегодня причал пуст. Армяне с рассветом поспешно ушли к морю, другие же морские корабли покинули город еще раньше. Джавшигар Арстархан ошибся по неопытности, не подал вовремя команды сушить весла, и корабль врезался в причал, едва не сломав себе нос. Но царь Иосиф молча взошел на корабль, не попрекнув нового Джавшикара, молча уселся в одиноко стоящее на корме царское кресло. И тут во знак Арсатархана сразу же ударили хлысты по рабским спинам, и корабль резко ушел от берега, не захватив шедших за царем несколько на расстоянии, как положено, стражников. Арсатархану было приятно, скосив глаза, насладиться растерянной физиономией Булана, но, разумеется, важнее было, что теперь царь Иосиф оказался снова в его руках. Иосиф дернулся было приказать вернуться к берегу, но, подняв руку для знака, тут же опустил ее, увидел, что вокруг Арсатархана достаточно помощников. Корабль медленно скользил к длинному вытянутому острову посреди реки, на котором неприступной крепостью, щетине с бойницами, стоял царский дворец с высокой белой вежей, башней. Далеко была видна с башни степь, далеко видно вниз и вверх по реке. Что видно сейчас с башни? Неужели оставила Ашина-волчица свой эль? Неужели так и бросила подкрадывающемуся барсу на съедение? Арстархан в последние дни рвался на крышу башни. Ему казалось, что оттуда уже видно будущее Хазар. И он даже отдал своим самым надежным людям приказ выследить человека с 9 клоками бороды, потому что когда же наследнику, как не сейчас, покончить с торговлей лепешками и не появиться в облачении волчонка, не отрастить на своем опрометчиво выбритом монашеском лице 9 заветных тотемных клоков бороды? Но надежные люди ничего Арсатархану не донесли, или, может быть, они решили, что доносить теперь удобнее Булану. А с башни царь Иосиф прогнал даже титулованных наблюдателей за луной Шулуму и Мазбара. Иосиф который день наблюдал с башни только сам. Высматривал ли он тоже волчонка или хотел что-то первым успеть предпринять один, сам? Или, может быть, просто сейчас боялся слухов о враге и паники больше, чем самих врагов? Они поплавали с Иосифом вдоль берегов и вдоль острова, стараясь привлечь к себе побольше внимания. Потом Арстархан дал знак, и корабль пошел к царскому дворцу, но не к парадному причалу,
а тихо ткнулся у черного входа во дворец. Там, у парадного причала, царя давно ждали при в тяжелых золоченых халатах тавангары, знатные города. Арстархан знал, что тавангары пришли, чтобы объявить царю «Приведи Кагана», и потому решил нарочно подогреть знатных города. Пусть погоняется за Иосифом. Тогда станут к нему жестче и подозрительнее. Глядишь, и Арсатархана в случае чего не обойдут защитой. В белом холанжевом кресле рыжий, гордый, прекрасный Иосиф сидел неподвижно, делая вид, что по мудрости своей вовсе не заметил мелких уловок Арсатархана, не того, что оставил царя без личной охраны, не того, что ссорит с тавангарами. Арстархан даже видел, что царь Иосиф сделал поползновение опуститься на колени и молиться, но, видно, не знал, какому он сейчас Богу должен здесь, на корабле, на глазах у всего города, молиться. К чему приравнивается корма корабля, к чему ковчегу, мусульманскому, христианскому или неизреченного Бога? Дворец расположился на острове ровным четырехугольником. Хотя его и именовали дворцом, но даже перед парадным входом не было пышных порталов и кариатид, а перед черным ходом тем более. По-видимому, предки Иосифа хоть и стали передавать свою должность управителя по наследству, но слишком чувствовали свою временность здесь, чтобы разоряться на дорогостоящий камень, который надо было бы везти по морю с Кавказа или сплавлять по реке из Руси. Но зато иши не пожалели кнутов на спины рабов, насыпавших широкую глинобитную стену, отходившую от дворца и оберегавшую весь остров. Сейчас Арстархан, смотря на эту стену, размышлял о том, что, поскольку стена охватила весь остров и дворец, и храм, и даже многочисленные виноградники, то остров, пожалуй, выдержит достаточно длительную осаду. И, наверное, есть надежда дождаться, пока на помощь подойдут покровительствуемые кочевые племена. Но вот захотят ли они выручать остров? Времени на подобное размышление у Арсатархана оказалось много, потому что рабам надо было скатать небесно-синюю, как первосвященнический пояс, кошму, расстеленную в парадном входе, и перенести ее к черному входу. Без синей кошмы Иосиф не захотел выходить у черного входа, взяв таким образом реванш за уловки Арсатархана. Иосиф сидел в своем белом холанжевом кресле на корме корабля, по-прежнему гордо и невозмутимо, выпятив вперед подбородок с раздвоенным клином рыжей бороды, а Арстархан с тоской смотрел, как вслед за синей кошмой степенно топает к черному входу все тавангары. Рабы расстилали кошму, а мимо царского корабля один за другим проходили ушкуи и уходили к морю. Ушкуи были старыми, из тех, что когда-то хазары купили у русов вместе с зерном. Тогда их выкинули на берег, но теперь вот по нужде во флоте поспешно залатали, нагрузили. В ушкуях было много товару и людей. Гуськом прошла целая колонна ушкуев, которые были набиты связанными людьми. На последнем из них Арстархан увидел Серах. Серах небрежно помахала Иосифу рукой. Арстархан знал уже, что главная жена царя, Серах, не стала даже задерживаться на тризну по отцу своему Вениамину, погрузила весь живой товар, якобы завещанный ей Фанхасом, объявила Иосифу, что поскольку жила в отдельном дворце, имеет право не спрашивать у него разводной записки, и вот двинулась, как она объяснила, спасать общее дело во имя Господа и всеобщей пользы.
Царь Иосиф отвернул свое гордое лицо от прощально махавшей ему рукой жены. С острова из противоположного берега стражники выпустили по серах несколько стрел, но река была широка, ушкуи предусмотрительно уплывали по ее самой середине, и стрелы доходили до серах уже на излете. Она вырвала одну, воткнувшуюся у ее ног, смеясь, переломила. Улыбаясь, крикнула: «Иосиф, я передумала. Я, может быть, вернусь. Товары в надежные руки пристрою и вернусь, а то ты пропадешь без меня, своих глаз и ушей». Улыбка Сирах была преувеличена. Когда царь Иосиф вступил на синюю кошму, то посреди кошмы уже лежала заботливо уложенная горка березовых поленьев. Вокруг закричали: «Приведи Кагана!» «Ну, рыжий прекрасный управляющий Иосиф, посещение Куббы нам с тобой, кажется, уже не избежать. Кончилось твое единоличное царствование», — ухмыльнулся про себя Арстархан и, сойдя с корабля, двинулся вслед за Иосифом. По обычаю Кандар-Каган, главнокомандующий, должен самолично сопровождать управляющего в его посещениях Куббы золотой юртой. Рабы несли им навстречу длинные русские свечи. Несмотря на яркое солнце, свечи были уже зажженными. Запах плавящегося воска напоминал о меде, о хмельных медовых тризнах, о златокудрой девушке Воиславе, дочери Руса, которая так храбро защищала волчонка. Подошвы Арса-Тархана мягко тонули в ворсе синей кошмы. Он ступал осторожно, будто крался. Став Кандагар-Каганом, он снял с себя броню, ходил теперь лишь в легком черном красном плаще и даже сам себе казался необыкновенно легким, во всяком случае, ничего общего не имеющим с прежним истуканом. Ему хотелось сейчас расстаться с истуканом, потому что на истукане было много грехов, а час расплаты по всем признакам был слишком близок. Перед Арстарханом нагнулся за поленьями Иша Иосиф. По обычаю Иша должен был поднять поленья как гулям, раб, и гордо Иосифа тело обмякло, спина сгорбилась. Иосиф оживленно сказал Арстархану: «Вот теперь я вовсе не царь, а только Иша, который сейчас пойдет на поклон к повелителю. Однако полезно даже для царя почувствовать себя в шкуре заводного». Иосиф явно ерничал, хотел убедить Арса-Тархана, что унижение царя продлится всего какой-то час, что он не халиф на час, а все у него наоборот. Или это он так успокаивал себя? Что? Жалкий трясущийся Иша, давай, беги, неси поленья божественному могущественному Кагану, чтобы небом рожденный мог на их огне очистить и, простив, допустить до себя непорочного твою грязную, похотливую, алчную душу. Ах, как забавно, что тебе положено присмыкаться, очищаясь перед Каганом с березовыми поленьями, ведь их привезли из страны русов. В свою очередь, но не вслух, а про себя ерничал Арстархан. Он подсчитывал, сколько уж лет Иосиф под любыми предлогами всячески избегал обряда посещения Куббы. Объявлял всем, что посещал, а сам не посещал, даже по весне. По обычаю, каждую весну Ишу-управителю надлежало очищаться перед Каганом за прежние грехи и получать его благоволение на Новый год. Первое время у Кагана и спрашивали благоволение принародно, потом только при тавангарах. При Абаде ритуал перенесли с площади внутрь дворца.
Иосиф же вовсе перестал выпускать Кагана из Кубы, так что теперь смертные люди уже не смели наблюдать, и спрашивается ли благоволение, а только наблюдал один единственный свидетель — Кандар Каган. Арс-Тархан поежился. Выходило, что он теперь этот единственный свидетель. Между тем они с Иосифом бежали по лестницам дворца к Кагану. Рядом с Иосифом, несмотря на яркий день, колыхались свечи, своим огненным кольцом как бы огораживая его от грязного мира. Иосиф бежал быстро, и скороходы со свечами в руках едва поспевали за ним. Арс-Тархан видел, что Иосиф напряженно смотрит себе под ноги, и вспомнил, что во время обряда Иша не смеет оступиться, чтобы не дать повод к сомнению духом огня. Арс-Тархан увидел, что лицо Иосифа взмокло, и обнажил меч. Традиция строга. Кандар-Каган обязан убить Ишу, если тот окажется слабосильным, для чего державе было предусмотрено, чтобы управители оставались ими, пока были бодры. Иосиф прибавил ходу. Что? Неужели он так спешил в Куббу? Или хотел скорее покончить с унизительным для себя обрядом очищения свечами? Арсу-Тархану бежать за Иосифом с мечом в руке было неудобно, и он начал бояться, что сам споткнется. По всем лестницам дворца, наблюдая обряд очищения, набилась толпа зевак. Беспрерывно ударяли бубны, беспрестанно, пронзительно и жалобно пели трубы. Наконец Иосиф выскочил из дворца во внутренний двор. Бубны и трубы сразу затихли. Иосиф все-таки растерял часть поленьев из охапки, которую взял в руки. Услужливые доброхоты подложили ему поленьев. К Арсу-Тархану подошел черный раб и протянул черную свечу. Арс-Тархан убрал меч в ножны и взял из рук раба черную свечу. Когда Иосиф вступил на желтую кошму, бежавшую через внутренний двор, Арс-Тархан заколебался. Желтая кошма принадлежала уже Куббе. Стражники, даже сам Арс-Тархан, никогда на нее не ступали. Они несли службу вокруг Куббы. Внутрь допускались только евнухи, ибо в Куббе жил не только сам Каган, но и весь его огромный гарем. Однако теперь Арс-Тархан, Кандар-Каган, Арс-Тархан все-таки ступил на желтую кошму, помедлил, потом осторожно поднес огонек свечи к березовым дровам на руках Иосифа. Заранее смоченные нефтью дрова вспыхнули жирным густым пламенем. Вытянув подальше от лица руки, Иосиф побежал с дровами к юрте. Юрту окружал тамарисковый частокол с высохшими головами на многих кольях. Кошма вела прямо на колья. Арс-Тархан вытащил меч, забежал вперед Иосифа, раздвинул мечом колья, освобождая Иосифу проход. Вот и отдернута золоченая кошма, занавесившая вход в Куббу. Иосиф даже не дождался, пока Арс-Тархан задернет кошму за собой. Облегченно швырнул прямо под ноги священные дрова, захлопал в ладоши, заорал, как будто боялся, что здесь, в Куббе, не услышали ни бубнов, ни труб, гремевших во дворце. «Эй, евнухи, живо, вина! Передайте Кагану, что Иша прибыл! А пока предложите нам, как желанным гостям, выбрать по красавице из его гарема, чтобы развлекали нас, пока мы ждем». Арсу-Тархану показалось, что, говоря про красавиц, Иосиф опять ерничал. И евнухи затоптали догоравшие священные поленья,
расстелили ковер. Откуда-то из темноты, из глубины огромной сущности, состоящей из нескольких больших юрт куббы, принесли кубки с вином. Арстархан первым, не дожидаясь Иосифа, поднес свой кубок к губам. Он был мусульманином, но так хотел пить, что решил, что Аллах простит ему этот грех. Оправдывая себя, Иосифу сказал, как царский виночерпий: «Подожди, царь, я проверю, что в вине». Когда оба, Иосиф и Арстархан, расселись на ковре, евнухи принесли шелковых цветов и осыпали их цветами. Цветы были пропитаны благовониями и источали острые ароматы. Иосиф, забыв о своем высокомерии, тронул Арстархана за плечо. «Сейчас будут музицировать, танцевать и петь 60 наложниц великого, а ты выбирай себе любую. Хаган не откажет». В Куббе Иосиф вдруг стал вести себя с Арсом-Тарханом как с приятелем. Он даже подмигивал, строя рожи. Рожи эти были преувеличены или, может быть, только казались Арсу-Тархану такими, потому что в Куббе была полутемь. Сквозь узкий дымник дневной свет пробивался слабо и превращал всю внутренность Кубы будто в царство теней. Заиграла музыка, и Арстархан не столько увидел, сколько догадался, почувствовал, что ей в такт движутся какие-то фигуры. Потом, когда глаза уже привыкли к сумеркам, он различал то гнущийся к земле стан, то колышущийся обнаженный живот, то протянутые к нему и Иосифу руки. Сверкнул смеющимся цветом драгоценный камень и отразился в блестящих белках чьих-то глаз. Выплыла вереница горящих свечей. Она текла из темной глубины юрты, свиваясь в мерцающий манящий клубок. Свечи горели слабо, не освещали, и музыка была тоже слаба, почти не слышна. Чуть звенели струны чанга, откликнулся низким рокотом рубаб. Но созвучия сразу гасли, неразличимые и далекие, как печальное эхо. И даже крик Ная, негармоничный и пронзительный, был здесь лишь как вопль похищаемой женщины, задыхающейся в мешке. Ближе и ближе подвигался к Арсу-Тархану клубок свечей. Вот поплыл прямо на него. Мелькнуло перед его глазами бледное женское лицо. Резко очертились насурмленные брови, ударило в нос запахом амбры, и тут же погасла свеча, поднесенная к раскрывшимся багровым губам. И снова ударило ему в нос запахом амбры, и приблизились, нет, не лицо, а куски лица, отдельно губы, брови и задуваемая свеча. Опять пропадает в темноте тонкий силуэт, как тень, как движение воздуха, принесшего амбру, почти бесплотное, как порывы слабого дыхания, уступающего место второму, третьему, 10-му облаку. Они гасли одно за другим, лица, как свечи, являющиеся и исчезающие. Рубаб тихо уговаривал Арса-Тархана, она и все кричал, будто похищаемая женщина. Иосиф опять тронул Арса-Тархана за плечо. «Не теряйся, Каткул-Дукчи, воин. Когда еще представится случай узнать, каковы наласки дочери ханов и племенных вождей?» Амбра была в дыхании, надвинувшимся на Арса-Тархана и жаждавшим слиться с его дыханием. Грубо,
Животно Арстархан схватил одну из полупрозрачных фигур. Ему казалось, что он хватает тень, воздух, что-то ускользающее, но почувствовал, что опрокидывает на ковер плоть. Он с треском рванул укутывающий эту плоть прочный зербафт. Он рвал ткань руками, будто высвобождая пленницу из мешка, пока нагое тело не выпросталось из одежды и не поникло на ковер среди шелковых цветов. Закричал Най. Надвинулись из глубины свечи, много свечей. Высветили освобожденную пленницу, и в их близком, теперь вполне отчетливом свете Арстархан увидел под своими руками дряблую кожу, костлявое тело старухи, жалко улыбающийся беззубый рот. Потом Арстархан что-то кричал и брезгливо отпихивал ногой от себя комок разорванного зербафта и поминал Хизра, хотя сам прекрасно понимал, что таинственный Хизр, неумирающее существо в зеленых одеждах, виноват тут не более, чем его собственная мерзость, и что поминать Хизра он мог бы разве только тогда, когда вместо старухи к нему сейчас вышла бы дивная 16-летняя Гурия. Ведь, увы, сам он столько лет охранял этот гарем и должен был вспомнить, что уже 39 лет как не проводили по желтой, ведущей в Куббу Кашме, ни одной новой жены для Кагана, ни одной свежей наложницы. С чего же тогда он здесь, внутри Табатая, размечтал найти лалы, как рубины, и перси, как яблоки? Иосиф обнял Арсатархана за плечи, потом закричал: «Эй, евнухи, принесите Кандар Кагану крепкого набиза, самого крепкого, а вот эту дрянь, разорвавшую на себе перед его очами одежды, посадите на кол. Она опозорилась. Напомните же ей, гражданам города, что здесь вы, евнухи, не едите государственный хлеб даром, а блюдете справедливость и достойную строгость». Евнухи молчали, но Иосиф ласково и внушительно, объясняя им, будто детям, повторил свой строгий приказ. Набис, густой и крепкий, ударил Арсатархану в голову, и он уже, глупо смеясь, наблюдал, как евнухи подняли как куль и понесли на кол тело, завернутое в разорванный зербафт. Все было на его глазах. Евнухи подняли тело и одним резким движением опустили на тщательно заточенное острие. Она кричала, ее тело конвульсивно дергалось. Арстархан пьяно смеялся, думая о том, как бывает похожи зачатие жизни и смерть. Иосиф опять обнял Арсатархана. «Вот твой грех стерт и уничтожен. Кол сейчас вынесут на ветер, и там будет медленно остывать то, что было телом. Остыл ли ты? Не думай, что осквернился. Раз нет этой дряни, то значит уже нет и твоего стыда с нею». Иосифу, видно, в голову тоже ударил крепкий набис. Или он хотел надежнее связать своим арканом Арсатархана, но он все говорил. «Послушай, мой Кандагар Каган, а ты не заметил, что у этой, пытавшейся соблазнить тебя потаскухи, был лоб блудницы?» «Я заметил. Да ты не опускай голову, подними гордо. Чист перед толпою не тот, кто не совершает пакостей, а тот, против кого некому о пакости свидетельствовать. А их? Ты их не бойся. Вот видишь, я их не боюсь, а я их уже видел со своей башни. Никто в городе еще не видел. Я со своей башни вижу и молчу, потому что знаю.
то надо молчать. Все бегут, а они пройдут мимо. Я тебе говорю, что они пройдут мимо. Они же не такие, как ты, но они разумные. Они такие, как я. А я ведь сейчас не тронул старухи. Я не коснулся тлена. Ты слышишь? Я не коснулся тлена. И они не прикоснутся к городу, потому что город наш для них такая же старуха, завернутая в золотистый зербафт. Старческая, уже не дающая всходов лона, утроба бесплодия. Мы уже умерли, ты слышишь? Мы умерли. У тебя, Арстархан, есть дети? Нету. Деф зарезал твоего сына. Бог не дал тебе бросить в эту землю семя, и мне не дал. Взял я молодую жену Серах, и та сегодня сбежала. Но ты слышишь, я спокоен, потому что я знаю, что она сбежала бесплодной. Бог не дал бросить мне в землю свое семя. Все вымирают. Волчонок, где он? Торгует лепешками. Болотана, жемчужина. Красавица золотоволосая была дочь Русова и Славы, но мы ее сумели утопить, отдать Богу. Утопить? Отдать Богу? Как смешно, что это значит одно и то же. А епископ Памфалон? Уж он-то надеялся, что посеет в душах. Съели шакалы. Нигде, некому у нас сеять в душах. Бог прибрал его поскорее, увидев, что епископ занят непотребством. А Герфанхас, ах, ужасная гибель! И кто после него? Бесплодная Серах, моя жена, прикарманила его наследство. И ты знаешь, я даже рад, что она убежала. Она была при мне как живой знак моего бесплодия. Расплодился лишь один Вениамин, отдавший дочерей за соколабов. Почему? Почему? Только семя еретика не подвержено тлению. Его убили, но семя. Сколько после него осталось внуков? И этих детей не тронет Барс. Еретик? А не мы с тобой, не мы все, остается бессмертным. Арстархан расставил широко ноги. Сейчас он только хорошенько упрется в землю, почувствует сам землю и тогда схватит и переломит шею Ише. Но Иосиф тоже поднялся, сказал, заговорщически подмигивая: «Здесь на ковре неудобно, отойдем в сторону». Пока они оба опрастывались, короткий гнев Арса-Тархана прошел. Что, жалуется мне Иосиф? Мне-то до города, до Хазар что? Все в городе подтвердят, что у меня нет в Хазарии гробов моих предков, что мои отчие гробы в Хорезме. Это не моя земля. Я здесь только наемник. Я так и объясню Барсу, что я здесь наемный командир со своими воинами, и все это подтвердят. Русы сами служат в войске у Базилевса и у халифа. Русы здесь тоже служили, и когда здесь была гвардия из них, мы вполне ладили с ними. Разумеется, когда начнется битва, то мы выполним свои обязательства и выйдем на битву. Но после битвы мое право попросить Барса Святослава, чтобы он принял меня своими арсиями к себе на службу. Почему Святослав должен мне отказать? Успокаивал себя Арстархан. Арсу-Тархану так понравились собственные доводы, что он готов был по-приятельски похлопать по плечу остающегося с носом злосчастного Ишу Иосифа. Но, слава Аллаху, евнухи объявили,
что великий Каган желает отпустить грехи Ише. Иша, Иосиф и Кандар-Каган послушно встали на колени. Задрезженели бубны, завизжали наи, вспыхнули сотни огней, свечи, факелы, плошки. Языки пламени желто и красно отражали в золотистых пластинах, прибитых на мощных опорных столбах, поддерживавших свод юрты, и в золотых нитях, которыми была расшита юрточная юбка. Ноги с раскрашенными в желтое и красное телами, под них в золоченых набедренных повязках, евнухи Кагана начали танец огня. Они прыгали, катались по земле, рвали, крича на себе волосы. Они грозили злым духом и призвали охранника Кагана, зеленого Хизра. Потом желтой рекой потекло золото. Евнухи выносили из глубины и расставляли на усыпанном душистыми цветами рейхана земляном полу золотые чаши, кубки, сосуды, всевозможную утварь. Они выкатили огромную золотую бочку и прицепили к ней массивный золотой ковш. Потом евнухи наполнили водой кубки, поили невидимых духов, моля их напиться и не забирать с собой дождь, оставить дожди кочевникам. Через час евнухи вынесли золотые ложа, одно за другим череду золотых лож, украшенных сапфирами, изумрудами, агатами. У лож были ножки в виде золотых павлинов, лисиц, львов, верблюдов, лошадей и еще каких-то совсем диковинных зверей. Арстархан смотрел на золото и удивлялся, как эту древнюю утварь, которой пользовались еще первые каганы кочевников, не прибрал к рукам и не распродал Иосиф. Или он посчитал, что в живой могиле, какой стала Кубба, клад надежнее сохранится. Скорее всего, Иосиф посчитал именно так. На золотые ложа тем временем возлагали Кагановых жен. Их выносили откуда-то из кромешной темноты и несли, как несут знамена на ристанье. Торжественно, гордо. И опускали, как опускают, складывают десятки знамен к ногам могиле победителя. Их лица белы, как мел, стан был только древком, а голова только шпилем к полотнищу, но по-прежнему каждая из 25 Кагановых жен гордо крепила к себе цвета приславшего ее к Кагану народа, ее собственного народа. Каждая оставалась залогом верности, каким ей внушали, что она должна стать, когда ее отсылали из родного дома и забирали в Куббу, всегда уверовав в свое символическое предназначение. 25 народов когда-то объединил в себе кочевничий Эль под именем Великого Хазарского Каганата. Объединение было временным и давно уже стало условным. Но разве знамя, материя которого выцвела и постарела, все равно не остается на все века знаменем? Пусть даже памятным знаменем утраченного величия, возложенным к поваленному гробу прежней славы. Великий Каган Агдулмыш появился в золотом, похожем на птицу кресле, которое везла тройка черных, изображавших вороных коней рабов. Одной рукой Каган держал серебряные вожжи, а другой придерживал полупрозрачный сосуд с плавающим в нем в меду человеческим телом. Черные рабы, изображавшие лошадей, вывезли птицу кресла точно на середину Куббы, под столб света, падавший из дымника. Великий Каган встал в кресле, принимая от прислужника ковш с водой. Арстархан и Иосиф, перегоняя друг друга, поспешно поползли к стопам божественного. Случилось странное. Арстархан давно уже мало верил в божественную силу Кагана. Как можно было в ней не усомниться после того, как Иша посадил Кагана в Куббу, как в клетку, а Каган не смог испепелить Ишу?
Но вот увидел Арстархан Кагана и испугался, и пополз, и уже преклонился перед ним. «Встаньте, презренная!» — сказал старческий голос. Иша Иосиф встал с колен, Арстархан остался лежать у ног. Трясущимися руками нашел Каган воротник Иосифа и на ощупь, наклонив ковш, вылил за шиворот Иосифу воды. Потом, водя рукой, стал искать Арса Тархана. Над Арсом Тарханом склонилось круглое дряблое лицо, похожее на прогнившую тыкву. Белые бельма виднелись в глубоких трещинах глазниц. На подбородке вместо 9 клоков бороды болтались 9 волосин. Каган вылил на голову Арсу Тархану оставшуюся в ковше воду. Прошамкал: «Пусть вода войдет в ваши жилы и напоит их, как землю дождь. Пусть вечно зелеными будут всходы вашей доблести, и никогда не высохнет святой посев правды в печени вашей. Те, кто скачет на рыжих конях и видит весь мир, позволили страшной печи окружить кочевников. Но мужайтесь, да будет всегда в жилах ваших дождь, чтобы обратить жар искр в мягкость розы, черноту дыма в белизну лилии, горящую силу огня обратить в творящую. Обмажьтесь кровью сильного врага и обретете силу всех своих врагов». Каган наклонился еще ниже над Арсом Тарханом и пригнувшимся Иосифом, и, зачерпнув ладонью из полупрозрачного сосуда с плавающим в меду человеческим телом, стал обмазывать настоянным на трупе медом лица Ише Иосифу и Арсу Тархану. Арс Тархан стерпел. Он всегда считал этот кочевничий обычай глупым и диким. «Почетно верить в Аллаха», — полагал Арс Тархан. «Можно уверовать в Иисуса и неизреченного Бога, хотя Аллах единственный, велик и могуч. Но поклоняться трупу арабского полководца Абдар-Рахмана ибн Рабия аль-Бахили, на такое способны только карахазары, черные кочевники, которых десятки лет бил этот арабский полководец, пока на 32-м году хиджры, 652-м христианской веры, однажды по собственной неразумности не попал храбрый мусульманин в дрожавшие перед ним руки. Они теперь вот перед ним, даже мертвым, дрожат. А мой долг перед Аллахом — разбить этот сосуд и похоронить, как положено, правоверного. Так подумал Арс Тархан, пока Каган мазал ему лицо медом. Но, тем не менее, он подобострастно сам подставлял свое лицо под все новые и новые мазки, сомневаясь в том, что они принесут ему спасение, но одновременно опасаясь и того, как бы по неразумности своей не лишиться спасения. «Встаньте, слуги мои, и говорите, зачем вы пожаловали ко мне, отрешившемуся от мира вот уже много лет. Я небоподобный, небом рожденный мудрый Каган кочевников Тонг Агдулмыш, готов вас слушать». Иша Иосиф молчал. А о чем мог говорить Арс Тархан? Тогда Каган прервал молчание сам. «Расскажите мне, вы, пришедшие ко мне, кто сейчас правит хазарами и городом на реке? Подобрали ли вы достойного Ишу после того, как я проклял прежнего неразумного Ишу Иосифа и повелел ему лишить себя возраста?» Арс Тархан ощутил, как тупо сжалась его печень, а конечности, ноги и руки похолодели.
Он смотрел на Иосифа. Неужели он, Арстархан, вошел в куббу с мертвецом? Или он пришел в куббу с Девом, обернувшимся прежним Иш-Иосифом? Каган давно приказал Иосифу удавиться. Иосиф не мог воспротивиться. Не было за несколько столетий существования хазарского Эля случая, чтобы кто-нибудь воспротивился приказанию, изреченному из уст Кагана. Божественный Каган только говорил, кому истек возраст, а тот сам убивал себя. Так всегда было. Арстархану не стало хватать воздуха, вслед за печенью сдавило и сердце. Он стал отползать от Иосифа, как от зачумленного. Он вдруг понял, почему бесплодна Сирах, и не помогли рабыни, положенные на ее чресла, сколько бы она их ни клала. Не рождает женщины от мертвеца. И он понял, почему стала бесплодной степь, и отняло небо продолжение рода у него, Арса-Тархана, послав Дева зарезать у него сына. Не дарует небо бессмертия Тугари, прислуги мертвеца, и он постиг еще и еще многое, чего он не понимал прежде, не догадываясь, что золото копит мертвец. Мертвецу надо было прогнать из Хазарии дух, потому что мертвец только тем и отличается от живого, что у него нет духа. Мертвец учил всех копить мертвое золото и поручил Арсу-Тархану извести волчонка, потому что волчонок был живым. Такова была тайна последних лет существования Хазарии. Но почему же? Почему же волчонок, который знал это все, не открыл этой тайны ему, Арсу-Тархану, когда нынешней весной и ночью, вернувшись с прахом предков, пришел к нему? Почему тогда волчонок сказал Арсу-Тархану все, но не раскрыл этой самой главной тайны про мертвеца Иосифа? Или это такая тайна неба, которую могут знать только бессмертные, как волчонок? Нельзя, как имя неизреченного Бога, было доверить непосещавшему куббы смертному. Арстархан полз прочь от Иосифа, полз страшно медленно, как черепаха, на которую взвалили тяжесть. Но разве не взвалила на него сейчас риск, судьба, в самом деле великую тяжесть тайны? Арстархан отполз в угол юрты и только тогда поднял глаза на Иосифа. Иосиф молчал. Потом оглянулся на Арса-Тархана и равнодушно как-то, будто это даже сейчас нужно не ему, а только стоящему перед ним старику, проговорил: «Возьми назад свое то прежнее заклятие, старик. Возьми». Каган долго молчал, потом спросил: «Повтори, с кем ты пришел ко мне, Иосиф?» «Кандар Каганом Арсом-Тарханом». Каган прошамкал: «Встаньте оба на колени передо мной». Арс-Тархан подошел к Иосифу, и они оба встали на колени. Каган намочил обе руки в меде, простер над ними. Четко и внятно, совсем не шамкая, как он только так сумел, произнес: «Иш-Иосиф и его слуга Кандар Каган Арс-Тархан, вас ждет иной мир». Арс-Тархан вздрогнул. Почему и на него накладывает заклятие Каган? Что он, Арс-Тархан, сделал, чтобы лишать себя жизни и отправляться в иной мир? А Каган снова и снова повторял свое заклятие: «Я проклинаю вас обоих! Вы не нужны Элю! Сделайте с собою то, что надлежит делать людям,
которым теперь место в ином мире. Дряхлый Каган поднялся даже на цыпочки, силясь придать громкость своему голосу, но с каждым его новым выкриком его голос садился, слабел, скоро он уже только хрипел. Иосиф положил руку на плечо Арс-Тархану, привлек его к себе, засмеялся в ухо. Жалкий старик, пустоцвет. У него всегда был слабый ум, как слаба мышца. Он не вырастил сына в Куббе, а там, на воле Аташинов, остался лишь великий лепешечник, который сам отказался от правящего высокомерия. Но без высокомерия какой же он претендент в правители? Ашинов нет больше, ты понял? Теперь только я властен. Иосиф опять засмеялся в ухо Арсу-Тархану, и Арс-Тархан почувствовал, какие у него мокрые и липкие губы. Каган шипел: «Псы! Жалкие псы! Я проклинаю вас обоих!» Иосиф, обнимая Арс-Тархана за плечо, поднялся с колен сам, подняв и его, напрягся звонким визгливым голосом, так что, наверное, даже могли бы, если прислушиваться, расслышать во дворце, выкрикнул: «Благодарю тебя, великий Каган, за благословение! Я поступлю так, как ты, божественный, велишь. Я стану во главе войска. Я, царь Иосиф, сам подниму медное знамя, отливающее, как диск солнца, и поведу войска за собою на врага». Увлекая за собою Арса-Тархана, Иосиф стал пятиться к выходу. Они опрокидывали стоявшие на земле многочисленные золотые кубки, наступали на древнюю утварь, давили пятками золота. Когда дневной свет резко ударил Арс-Тархану в глаза, он высвободился из Иосифова объятия. По желтой кошме они шли от Куббы ко дворцу, уже как положено. Впереди гордый, прямой, весь в белом Иосиф, позади него в черном плаще Кандар-Каган с мечом на красной перевязи, как у халифа. Арс-Тархан пропустил Иосифа во дворец, сам остался во внутреннем дворе. Махнул рукой стражам, стоявшим снаружи Куббы, сказал: «Слушайте, Арсии, меня не как Кандар-Кагана, а как вашего вождя. Мы, Арсии, уходим. Здесь некого сторожить. Идите по домам, передайте всем Арсиям. Мы возвращаемся в Хорезм. До прихода Барса мы должны успеть покинуть Хазарию». Стража Куббы состояла из самых доверенных и самых старых воинов, и им не надо было дважды повторять мудрость. Арс-Тархан мог быть уверен, что до восхода луны 700 арб, нагруженных детьми, женщинами и скарбом, в сопровождении воинов, уйдут из города через восточные ворота в степь. Когда все стражи разбежались выполнять его приказ, Арс-Тархан здесь же во внутреннем дворе постелил себе под колени платок, повернулся лицом в сторону Мекки, стал молиться. Меч на красной перевязи он снял и положил рядом. Арс-Тархана мутило, потом стало рвать. Его рвало, и комья паршивой слизи падали на обнаженное лезвие положенного меча. День 38. Волчонок Тон-Тегин. Он познакомился со мной и стал однокорытником. Он торговал моим товаром. Он поладил с хозяином караван-сарая. Утаив, он захватил моего жеребенка. Найдя удобный случай, он сблизился с хозяином, а со мной стал нарочно браниться. Он увел мое счастье, моих гусей и пеликанов. Зачем я с ним познакомился, обнимался, сошелся с ним, относился к нему благосклонно? Он погубил мое лето. Песню про похитившего лето однокорытника распевали на собрании людей силы, а у ног людей посреди круга лежал уже обмытый и приготовленный к лишению возраста царь Иосиф. И все подходили и плевали в таз с водой
которые его обмыли, и плевали затем на него самого. Нагой и ничем не прикрытый, он уже не внушал никакого почтения. На собрании сильных в степи возле самого города люди распевали злые песни, плевали на Иосифа, но еще и кричали так громко и непристойно, как будто это был вовсе не сбор тавангар, людей силы, вождей домов, а какая-нибудь сходка паршивой тутгары, прислуги, и поминали добрым кабар, бунтарей, когда-то пытавшихся поднять восстание против власти Иш, управителей и требовавших казнить всех подряд пришельцев, но прогнанных всей массой народа и ушедших, откочевавших с мадьярами далеко-далеко на Дунай. Булка-болку, поднять восстание, да прославятся кабары! Так кричали сейчас эти люди и хватали друг друга за пояса, забыв о том, что не на кого им поднимать оружие, когда они сами тавангары, и их слушаются все дома. Пришельцы подстроили, что ветер разорвал Хазар Михи, праздничный шатер, и поставили вместо него дворец. Пришельцы превратили ставку Кагана в город и приводили ходить к нам иноземных купцов. Пришельцы забыли про кочевников. Пришельцам не нужна доблесть. Они только перекупали и перепродавали. Они копили деньги и давали их в рост. Теперь они увезли свои деньги. А что теперь мы, тавангары, скажем всей массе народа? Где мы были прежде? Почему только сейчас, когда пришли они, мы вспомнили, что мы тавангары и отвечаем за свои дома? Как мы, люди силы, допустили беззаконие? Где была наша сила, пока кормились от купцов? Что же нам теперь делать? Что скажем мы всей массе народа? Ах, где же полк, за которым мы послали на Алтай своего вестника, Булара-старшего? Ах, мы же что-то делали, мы послали весной человека за полком. Разве теперь наша вина, что они пришли раньше, чем полк со знаменем, за которым мы послали? Ой, люди, горе нам! Вся масса народа спрашивает нас. Я была народом, составляющим племенной союз. Где теперь Эль? Куда нерадивые тавангаровы наш Эль подевали? Зачем мы поставили вас над собой, ежели вы выбрали дурного Кагана, слабого, лишенного божественной силы? Прошло время, когда наши рабы становились рабовладельцами, а младшие братья наши не знали своих старших братьев, и сыновья не знали своих отцов благодаря благосостоянию, обширности и дальности наших кочевий. Зачем мы сгрудились возле города? Зачем стали кормиться, как собаки, объедками от пришлых купцов? Горе нам! Пойдем все и снова плюнем на царя. Это он, царь Иосиф, один во всем виноват. Это он нами плохо правил, и из-за него пришли они. Убьем скорее Иосифа! Вспомним наш старый обычай, согласно которому, когда дела идут плохо, надо прежде всего лишить возраста правителя. Иосиф потерял силу! Убьем скорее Иосифа! И тавангары, и все другие, кто пришел на собрание людей силы возле самого города степи, снова по очереди подходили и плевали сначала в таз с водой, которые обмыли, приготовив к закланию царя, а потом плевали на самого царя. Плевали и опять поносили пришельцев, и некому было огладить спины охальников плетьми, потому что еще вчера до луны длинной вереницей арп ушли из города во главе со своим вождем Арсом Тарханом все Арсии. Ушли, заявив, что, отслужив, уходят к гробам своих предков, возвращаются к себе на родную землю. А на заклание Иосиф отправил сам себя, собственной промашкой. Иосиф велел глашатаям разгласить по городу, что царь был в Куббе, и Каган благословил его вместо себя. Но оказалось, что опростоволосился Иосиф.
не учел хазарские обычаи. В смутное время хазары всегда сначала казнили Кагана, так как были убеждены, что бедствие начинается только тогда, когда Каган не может удержать в руках ни природу, ни судьбы. Поэтому, едва Иосиф, довольный, появился на собрании людей силы, он даже и рта не успел раскрыть, как вокруг закричали, что вот он, пришел Иосиф, чтобы принять на себя кару богов, вместо Кагана лишиться возраста. Теперь вот и лежал Иосиф ногой, прикрыв голову руками. На его шее уже обвивалась золотой змеей удавка, и уже начали двое самых старых из Ставангар тянуть за оба конца золотого шнура удавки, а Иосиф захрипел и глаза закатил. Но вдруг белый конь Орок Сингула мощно проломил тамарисковый чистокол, которым огородили место собрания. Белый конь ввез арбу, покрытую синим обтрепанным покрывалом, и, ломая оглобли, у арбы встал на дыбы, а стоявший на передке арбы, как возница, и на передке боевой колесницы человек с золотым обручем в волосах, закричал: «Екуяи! Остановитесь!» Тянувшие за шнур удавку старики испугались окрика и выпустили из рук концы золотой удавки. «Икуай!» — властно повторил человек с золотым обручем в волосах. «Заклинаю вас 9 клоками своей бороды, отпустите этого недостойного! А кого мараете свои старческие руки? Разве тот человек — это жизнь которого столь ценна, что способна стать платой богам за грехи нашего благородного Эля?» Люди всматривались в кричавшего, а тот легко, как волк, соскочил с передка арбы на землю и встал перед всеми, растянув губы в грозной улыбке, будто предостерегающе оскалясь. «Ашина! Волчонок!» — оторопело выдохнули все почти одновременно. «Неужели волчонок опять объявился?» Произошло замешательство. Люди силы в городе в последнее время вроде как-то уж совсем позабыли про то, что Тонг-Тегин, торгующий лепешками и нередко за даром раздающий их бедным, на самом деле великий принц. Имя-то звучало, но смысл его за будничными делами как-то совсем притупился и стерся. И вот вдруг великий принц снова напомнил всем, что он из рода Ашины, что он волчонок. А волчонок повернулся к священному костру и произнес такое заклинание: «От огонь негаснущий, Боже вечный, ежели ты прогневился на Эль-Хазар за грехи и согласен взять во искупление их вот этого человека», и волчонок кивнул в сторону полузадушенного Иши, «прими во внимание, что у меня больше грехов за разорение Эля перед тобою, чем у этого человека. Я потомок Ашины и наследник Кагана, торговал лепешками в угоду желавшим унизить мой род. Я полагал, что постигаю так состояние всей массы подданных своих, а власть отдал и о предназначении волчьем своем, и обязанностях перед волчицей-прародительницей, и всей массой покровительствуемого народа забыл. Я позволил этому человеку творить все, что он хотел. О, негаснущий От! Согласно Тере, обычаю, отвечает господин за нерадение своей прислуги. Не могу допустить и такого пренебрежения к Тере, чтобы наказали вместо меня господина, другого человека, который был всего лишь Ишей, прислугой моего рода Каганов. Потому позволь, вечный От, коли не смог я, носивший в себе волчонка, ничего другого доброго сделать для своего Эля, хотя бы, раз сейчас для искупления грехов жизнь понадобилась, отдать свою жизнь за Эль. Прошу тебя, От, меня во искупление грехов сейчас возьми. Так громко выкрикнул гордо
стоя в стременах белого вздыбленного коня волчонок, а потом опустил своего коня на все 4 ноги, сам нагнулся к земле, схватил обеими руками медный таз, в котором были обмывки с тела Иши Иосифа, приготовленного к лишению возраста, и стал жадно пить обмывки. Он пил, а все медленно опускались на колени и протягивали руки к священному костру. Он пил, а все начали молиться теперь за его душу, потому что вышло, что все-таки волком уходит на небо к своим предкам незадачливый лепешечник добрый Тонг-Тегин. Взял он на себя бремя долгов Эля, не разрешил за грехи Эля перед богами поплатиться своему прислужнику Ише, сам пошел на небо ответ за неразумности держать. Возьми достойный откуп с Эля Хазар. Взял Хорс к себе во иславу Тану, жемчужину, а ты, берешь последнего потомка Ашины-волчицы. Или не откуп? Люди молились за душу Тонга-Тегина, опознав его, и поскольку видели люди, что хочет совершить он поступок, достойный волчонка, то добро и светло смотрели сейчас на него люди, и вдруг вспомнили, что не только Дамакчи, неисправимым болтуном он был, все о каких-то надеждах рассуждая, и что ведь не всегда прыгал он неуклюже, как кузнечик, и на мосту лепешками торговал, но что была у Тонга-Тегина красивая юность, когда на равных соревновался он в мужских доблестях со своим братом-близнецом Алпом Эртонгом. И вспомнили люди, что всегда был скромен Тонг-Тегин и выбирал коней темных гнедых и других подобных мастей, чтобы не рисоваться пролитой в сражении или на рестанье кровью, что был он большим удальцом в стрельбе из лука, и Аланкит-Нума, деревянный лук, был ему послушен как приказной, и что прославил он имя Хазар в заморских землях, стал полководцем, и у арабов стал знаменитым Тонгом Ал-Хазари, а вернувшись, по-прежнему был скромен. И внезапно подумали люди, что мы можем натворить? Допускаем, чтобы ушел наш волчонок прочь, от тела, в котором он вырос, перешло служить другому богу и стало ходить нам в укор в обличье бродяжки-монаха? О, какие же мы неразумные! Хотим остаться в трудную пору без волчонка? И тогда закричали все люди в один голос: «Корок! Спасай уж!» Разумеется, не будь их, приближавшихся к городу и выславших гонца с вызовом «Иду на вы», то, скорее всего, не оказались бы столь покладисты все эти люди и не закричали в один голос так, как закричали сейчас: «Корок! Спасай нас, наследник Тон-Тегин! Спасай нас, небоподобный! Спасай небом рожденный, о Тонг-Тегин! Мы готовы всякую твою речь слушать до конца. Согласны мы тебя во всем слушать. Вперед до солнечного восхода, назад к солнечному закату, налево вплоть до полуночи. Там, внутри этих пределов, находящиеся народы все были твоим предкам подвластны. Сколько народов твои предки устроили, а ты, Тонг-Тегин, устрой нас. Если ты уйдешь от нас, мы можем погибнуть. Ты не смеешь так поступать, потому что волчонок должен опекать нас. Он, Тонг-Тегин, если ты останешься с нами, ты сможешь править нами и возродишь племенной союз. Ах, Тонг-Тегин! Не знал наш неразумный народ, сыт он или голоден. Не думал народ, будет он голоден или сыт. Раз насытившись, никто из нас не думал, что может быть опять голодным.
Корок! Спасаю!» Они в один голос кричали ему о своем раскаянии, а он, сидя на коне, держал в обеих руках медный таз и все пил из него, обмывки грязные с тела Иши Иосифа пил, будто парной ясук, кумыс. И он видел, как, стоя на коленях, теперь протягивают к нему с надеждой руки те, кто раньше за надеждой осмеял его. «Ты, Тонг-Тыгин, для нас бог судеб на пегом коне. Утром и вечером ты будешь скакать. Встретишь ты человеческого сына, он испугается. Не бойся, ты скажешь, я дам тебе счастье. Дай, дай нам счастье, волчонок, стань нам черным богом судеб. То, что сломано, ты соедини, то, что разорвано, ты свяжи. Будь нам божественным Каганом, с тобой мы хотим идти на бой, о Тонг-Тыгин, ты наша черная змея с золотой головой. Тонг дослушал словословие, потом слез с коня, осторожно поставил медный таз с обмывками на землю, потом сбросил с себя синий мусульманский монашеский халат, уложил его бережно, так, чтобы тот, кому халат после него Тонга достанется, не посетовал на него за небрежность. А сам лег на землю и вытянул шею, подставляя ее для золоченой удавки. Рядом торопливо снимал со своей шеи золоченую удавку, пришедший в себя Иосиф. Тонг-Тыгин протянул к Иосифу руку за удавкой и накинул ее себе на шею. Иосиф поспешно отполз в сторону. Теперь Тонг-Тыгин один лежал рядом со святым пеплом. Всегда, когда проходит собрание сильных, привозят заранее в чистое поле тлеющие угли от вечного огня кочевников, охраняемого верховными шаманами. Лишь после того, как раздует ветер угли и перекинется огонь на подброшенное к ним сухой можжевельник и полынь, означая, что небо согласно с местом, выбранным для собрания, ограждает воины острыми кольями священное место. И сколько бы затем часов или даже дней не продолжилось собрание, охраняют боги, показывая свое благоволение, яркое звонкое пламя, согревающее сильных внутри тамарисковой ограды и напоминающее им, что они призваны свершить волю богов во имя всей массы народа кочевников. Но сейчас, когда Тонг, приготовившийся к великому закланию, лег рядом с пламенем, то или шаманы, обслуживавшие пламя, засмотревшись на невиданные обстоятельства, как прискакал Тонг и как грехи на себя принял, забыли подложить сухой травы, или сам язык пламени на Тонга засмотрелся и вовремя не перебежал на подложенные стебли, но едва накинул Тонг себе на шею удавку, как замешкался огонь. Светляки, слабо бежавшие по углям, натужно и сине полыхнули и пропали вовсе. Огонь умер. Огонь умер, и это увидели все, следившие за Тонгом, и все поняли: вот Ярин, вот знамение новое подает собранию сильных и всей массе народа кочевников негасимый от. Нужен был кто-то, кто растолковал бы мудро новое знамение всей массе народа и собранию сильных, которое сейчас решало за всю массу народа. И тогда, видя всеобщую растерянность, ловко поднялся с земли униженный Иосиф, оглядел всех и громко сказал: «Вот Харан, свободные люди, вам знамение!» Все, больше ничего другого не сказал и не добавил к сказанному Иосиф. Но люди уже поняли, как он мудр, и опомнились, и тут же решили, что напрасно хотели его по неразумности и немудрости извести. И усомнились люди, так ли они с мудрым поступали, как надлежит патере, обычаю.
молоком матери, с первым добрым шлепком отца внушалось всегда кочевнику, что существует для него и над ним От, солнце и Тенгри, небо вверху, а Этукен, земля, вода, внизу. Нет кочевника без солнца на небе и воды земли под ногами, и что ничего другого кочевнику не положено и не надо. И пусть не срубить кочевнику столь большого опорного столба, чтобы можно было им подпереть небо, прикрепить к нему войлочную юбку и сказать «это мое», пусть не окружает кочевник родину кирпичной стеной, как иные оседлые народы окружают свои города, но верность родине всегда заменяла кочевнику опорный столб, а Тере, обычай и закон предков, служил войлоком его юрты. Со дня сотворения мира вся масса народа кочевников берегла отведенная ей богами и оттого размножалась и тучнела. Потом случился непорядок. Иные люди пришли и перемешались с кочевниками, соблазнили кочевников кормиться не от скота, а от торговли. Расправляясь с Иосифом, думали тавангары на своем собрании, что жертвуют подкармливавшим их царем ради Теры и для восстановления порядка. Однако вот почему-то послали боги новое Яарин, знамение. Никакого сомнения тут уж нет, что послали боги важное и страшное знамение. И стоит сейчас гордо перед всеми мудрый Иосиф и указывает рукой на случившееся знамение. И внимательно посмотрели собравшиеся на собрание сильных людей на Иосифа и на Тонга, уже надевшего себе на шею золоченую удавку. И подумал один: поминание бессмертного мудрецы назвали второй жизнью, создают бессмертие добрые дела. А с чего этот Тонг, плохо вырастивший в себе волчонка, к другому богу, переметнувшийся, в бессмертие рвется? За Иосифом-то больше было добрых дел, хотя бы уже потому, что всем нам, знатным людям, он давал должности, от которых можно было извлечь доход. И усомнился второй, вдруг вообще в винах пришельцев. Они, конечно, пришли и расселились среди нас, кочевников, и поставили город, и занялись извлечением прибыли. Однако кто мешал кочевникам тоже заняться извлечением прибыли? Разве не могли мы, кто хотел, научиться, как Герфанхас, и тогда все бы мылись в банях и сияли золотом, и носили тонкие одеяния, разноцветные и разукрашенные? И упрекнул себя вслух третий: ах, не сами ли мы виноваты, что продолжали жить в бедности, а сметливые люди тем временем разделили между собой наши доходы и воспользовались нашей доблестью? Зачем винить других в собственной нерадивости и лени? Как можешь ты, народ кочевников, дальше жить, созидая свой вечный племенной союз, когда ты оказался нерасчетлив и недальновиден? И поддержал громко четвертый: весной наш обычай был таков, что никто не сидел с утра в воде, не мыл рук в реке, не черпал воду золотой и серебряной посудой и не расстилал на земле вымытой одежды. А когда мы видели, что такое совершает кто-то другой, то быстро садились на коней и старались ускакать подальше от дурного места, потому что зачем быть рядом с теми, кто накликает на себя сильный гром и молнию? Сейчас, если мудро подойти к обстоятельствам, то надо признать, что беду купцы здесь на нас, хазар, уже накликали. Так не сесть ли нам всем скорее на коней и не унести ли ноги подальше от этого города? И закричали люди: убежим, убьем Ишу Иосифа, нет, удавим Тонга Тегина, перебьем всех купцов.
Нельзя лишать возраста купцов, когда мы сами виноваты. Так внезапно раскололось собрание сильных, и не стало на нем голоса всей массы народа, а стало много разных голосов. И при погасшем вечном огне стали лаять все в разнобой, как лают голодные псы без хозяина. И кто знает, может быть, люди, как псы в бессильной злобе, бросились бы перегрызать друг другу глотки, но тут, незаметно разгородив проход в Тамарисковой ограде, чинно, будто на параде, подметая землю длинными завитыми хвостами своих коней, въехал прямо на место собрания отряд Каткулдукчи во главе с Гербуланом, состоявший из неушедших с Арсиями прозелитов из стражи. Сильный отряд въехал с саблями наголо и копьями, у каждого к правой ноге привязанными. Никому никогда не разрешалось конными въезжать в священный круг собрания. Оскорбление это совещающимся и угроза недвусмысленная. Однако разве не показал уже сегодня всем сам волчонок такой пример? И переменились роли. Где тот Иша Иосиф, которого обмывали, приготовляя к жертву? Он пропал за Тамарисковой оградой. А кто перешел, как быстро он успел одеться, попирает недвижные тела убитых царским величием и вдыхает едкий аромат страха перед собою сам царь Иосиф? Где унижение и растерянность? Пришли сила и величие, как горд царский профиль, как высокомерен коршуний нос с раздувающимися ноздрями. Губы Иосифа рдеют, как влажной вишни, очи Иосифа пылают, как костры под сенью витых, как древко лука бровей. О, как величественно откинута рыжая голова! Раздвоенная борода упирается прямо в небо. Красный коршун пустыни снова царит над городом. Он, Иосиф. Подданные мои, сыны Кагана, все вы стали свидетелями, как свершилось знамение. Погас огонь рода Ашины, и предстоит теперь всем нам зажечь огонь свежий и сильный, нового правящего рода огонь. Небо дало нам знамение, чтобы поставили мы над собою Кагана от новой зеленой ветви, ибо Ашинова ветвь застыла и обуглилась. Но прежде чем поставим мы над собою нового, достойного нашей доблести, нашего богатства Кагана, я хочу держать с вами совет. Я хочу выслушать вас, являющихся сливками всей массы народа кочевников, и поступить в согласии с вашими мудрыми опасениями. Да соделает Всевышний Бог наследующими нас вечную жизнь и даст наслаждаться потомкам вашим обширным царством и благами власти. Главы кочевых домов великого народа, всесильные тавангары, хазары, я пришел с вами говорить ввиду грозящей всем нам опасности честно и прямо, как подобает правителю с верными подданными. Охладим же свой гнев и подумаем совместно о том, что корабль государства, управляемый многими веслами, может быть потоплен небольшим утесом, торчащим из моря, ежели примутся за работу кормчего многие люди с различными устремлениями и будут стараться направить корабль в личных интересах. Не будем же уподобляться маленьким муравьям, которые хотят в одиночку заесть вала. Подданные мои, я надеюсь только и всецело на одних вас, и поэтому отпустил вчера от нас на родину Арсиев во главе с Арсом Тарханом. Иосиф подтвердил эти свои слова величественным жестом, восторгаясь сам с собою. Как сумел он даже из несчастья сделать себе счастье и из бегства стражников сделать довод в пользу себе. Из стражников я оставил с собой только самых верных, на которых можно надеяться. Я сделал так,
полагая, что в наших обстоятельствах самым главным должно стать укрепление власти. И я рад, что вот даже бывший наследник, презренный лепешечник Тонг-Тегин, который не сохранил в себе волчонка, понял, что при нынешних обстоятельствах, кроме меня, Иосифа, нет другого более верного и надежного хозяина в городе, и потому во имя города и всех вас сам пришел сюда, чтобы сохранить для Эля царя, и вместо меня, ибо я, Иосиф, здесь нужнее, изъявил перед всеми похвальное желание отправиться ходатаем к богам на небо. Так что поблагодарим Тонга-Тегина за разумный поступок, и единственное, что пожурим его за то, что не очень правдиво, просясь на небо, он разговаривал с богами, слишком уж набивал себе цену и даже назвал меня, это царя-то, своей прислугой, поступая подобно плохому торговцу, который, расхваливая свой товар, забывает о правде. Но ведь боги-то лучше знают наши обстоятельства, и вот не взяли его на небо к себе, а возмущенные его клеветой, даже огонь его рода погасили, дав нам знак, что выродился его род. Да, умел убеждать Иосиф. Если ему дать говорить, то становился он как Бог всесильным и могущественным. Он правил душами слушающих его, как опытный возница, разгоряченными конями. Он знал и когда хлестнуть, и когда окриком подбодрить. Он умел и вдалбливать в умы нужное. Сколько вот уже он раз повторил про знамение, и как ловко обернул знамение против рода Ашины. А с каким достоинством и уверенностью он говорит, глядя людям прямо в глаза и умиротворяя и одушевляя их своей откровенностью. «Авангары, я знаю ваши сомнения. Я догадываюсь, что вы хулили пришельцев, и я не хочу спорить. Конечно, иные из пришедших людей, имея опыт оседлости, зажили лучше, чем вы, более достойные. Однако я призываю вас, претерпев стыд на короткое время, сохранить свою славу на вечные времена. Тавангары, лишь военные подвиги и богатая добыча могут теперь сравнять в нашем городе бедных с богатыми. Простим же Тонга-Тегина из рода Ашины, не будем отправлять его на небо, поскольку небо дало нам знак, что угасла божественность его рода, то какой же теперь из него гонец? Иосиф подошел к Тонгу и самолично снял у него с шеи золоченую удавку, накинул на него одежды. Возвратил ли этим своим жестом царь Иосиф свой долг волчонку? Подарил ли ему жизнь в благодарность за жизнь собственную? Ни один из хронистов не попытался подобным образом объяснить сей Иосифов поступок. И мы тоже, читатель, не решимся внушить тебе, будто гордый, прекрасный Иосиф пожалел в последний момент своего поверженного противника. Нет, читатель, царь Иосиф помиловал Тонга-Тегина потому, что был мудр и понимал, что люди сегодня, в данный момент, думают так, а завтра с трезвой головой уже способны думать по-иному, что сегодня те же люди ненавидят и зверствуют, а на завтра скорбят душой и проливают слезы умиления над своими жертвами. Не всегда убитый противник самый безопасный. Когда дело идет о душах людей, то души как-то больше всегда склонялись перед ушедшими. Живой заставляет стоять перед собой на коленях с помощью кнута. Перед могилой люди охотно становятся на колени сами и начинают превозносить ушедшего порой даже за то, за что прежде хулили. Мудрый Иосиф побоялся сделать из последнего в роду Ашины народного героя.
Иосифу нужно было, чтобы последний из рода Ашины сам бы склонился перед ним и пошел к нему в Тутгару, прислугу. Вот тогда государственный переворот, который проходил в Хазарии больше полувека, можно бы считать, наконец, завершившимся. Иосиф хлопнул в ладоши. Хлопка его, видно, уже заранее ждали за оградой, потому что прибывшие с отрядом Булана слуги тут же внесли внутрь ограды и положили рядом с пеплом от погасшего вечного огня Эля большую шкуру быка и разложили на ней куски свежепеченого мяса. Из-за этого мяса, из-за этой шкуры припоздал Гербулан со своим отрядом и оставил Иосифа один на один с собранием, что было, разумеется, опрометчивостью. Но теперь вот была исправлена опрометчивость. Иосиф встал на шкуру и закричал, что есть силы: «Эгей, Харам! Свободные люди! Тавангары! Люди силы и богатства! Все кочевники, хазары!» У него даже голос по-особому задрожал, когда он произносил: «Хазары! Пробил час! Отведайте же все со мною вместе мясо войны! Отведайте и встаньте все затем на шкуру моего полководства! Вы только попробуйте, какое лакомое мясо приготовлено для вас по моему приказу! Но то ли еще будет! Хазары! Сколько лет подряд требовали вы все от меня, чтобы я приказал вынести шкуру войны и пригласил вас в поход за лакомой одье, добычей? Однако обстоятельства складывались так, что, зная о вашем желании, не мог я сразу такого содеять, потому что тогда было еще не время. Но вот теперь время, уверяю вас. Я делал все, чтобы избежать напрасного риска и не подвергать испытанию вашу доблесть и ваш дух бескрайней надобности. Вы знаете, я всегда придерживался того осторожного правила, что можно и не ходить в дальние походы, если добыча, как рыба, сама обильно приплывает в ловко расставленные нами сети. Сегодня ожидаемая добыча пришла к нам настолько огромной, что мы не справимся с нею и сами окажемся ее жертвою, если не объединимся все вместе и все как один не встанем на общую шкуру войны. Вот я вынес вам свою шкуру войны. Вставайте. Я согласен сам повести вас всех на победный бой. Вставайте же скорее!» Иосиф перевел дух. Он видел, что все мялись, переступали с ноги на ногу, многие оглядывались. И понял Иосиф, что сейчас крайне нужно ему найти для них заразительный пример. Кто-то должен был, как бык, привычно заводящий стадо в загон на бойню, затащить всю эту мнущуюся толпу, иначе как о толпе Иосиф о собравшихся не думал, на шкуру войны. И тут Иосиф остановил взгляд на волчонки. Каким примером будет, ежели Тонг-Тегин, сам когда-то признанный полководец и последний из рода Ашины, встанет на принесенную им Иосифом шкуру, то есть признает Иосифа своим полководцем? Иосиф снова похлопал в ладоши, опять пригласил всех: «Отведайте испеченного мною мяса! Станьте на мою шкуру!» Наверное, прикидывал в этот момент Иосиф, как бы посподручнее, когда возникнет очередь к его шкуре и начнется давка за мясом, мигнуть Геру Булану, чтобы втащили на шкуру и Тонга, а потом и показать бы всем это. Однако судьба на этот раз распорядилась с Иосифом иначе. Опять приготовила она ему неожиданное, заранее им не обсчитанное, чего никак вроде и вычислить было нельзя. По-прежнему мялись все, переступали с ноги на ногу, а на шкуру войны, желанную шкуру войны, о которой столько лет только и мечтали, едва напьются хмельного кумыса, никто становиться не хотел.
Оказалось, что хоть и называли они ее в своих мечтах шкурой войны, но не о войне, а о легкой добыче думали. Теперь же, когда они приближались к городу, думал каждый больше о собственной шкуре. Потяжелели плоские лица, свидетелями нелегких раздумий заходили на них желваками темные скулы, и уже даже переминаться с ноги на ногу перестали тавангары, замерли. Нетерпеливо глянул Иосиф на тавангар. Что же медлят? Разве не подкармливал он их всегда, как полезных псов? Разве не назначал амилями сборщиками налогов? Но, видно, хоть и пел на базаре скоморох, что давно нет печени у тавангар, что стали они куклами, подвешенными кверху шатра, хозяин которого дергает их, как хочет, за веревочки. Однако было даже для кукол сегодня слишком вернуться в свои дома с сообщением, что, мол, я отведал Иосифова мясо войны и стал на шкуру Иосифова полководства, то есть так, мол, и так, обязался я тем самым прийти со всем своим родом в полную власть полководца Иосифа. Ах, наверняка думал про себя сейчас каждый ставангар, если я вернусь с собрания сильных к своим сородичам с сообщением, что встал на шкуру Иосифа, не посчитали ли бы меня за женщину, ибо женщина известна непостоянством в мыслях. Никто ведь никогда не признавал Иосифа ни за полководца, ни тем более за Кагана, идущего впереди войска со сверкающим, как солнце, медным знаменем. Как бы не прогневались, узнав, что я принял Иосифа за доблестного полководца и даже за Кагана, на меня все мои сородичи и не поступили бы со мной, как с изменившей дому женщиной. Известен ведь обычай: изменивший дому мужу своему женщине следует учинить допрос, и после того, как она под палками и пыткой непременно сознается, надлежит зашить ей верхнее и нижнее отверстия тела и, завернув в кошму, бросить в воду. Ах, как бы за признание Иосифа полководцем мне самому, завернутым в кошму, после пыток не оказаться. Короче говоря, не захотели представители домов, чтобы с ними дома поступили как с потаскухами, и решили подождать. Иосиф наморщил лоб, позвал Булана. Лосенок расторопно подскочил, и Иосиф еще раз благословил Всевышнего за то, что тот внушил ему мысль приблизить к себе лосенка. Отойдя от Иосифа, лосенок подошел сзади к Тонгу и уперся ему в спину копьем против печени. «Покажи, Тонг-Тегин, всем пример», — сказал громко Иосиф. «Ты сам был славным полководцем, много думал об Эле. Теперь ты понимаешь, что надо выходить с войском навстречу им. Надо собирать большое войско и выходить на битву. Забудь обиды, покажи пример. Стань на мою шкуру». Видели все, как кровь потекла по спине Тонга-Тегина. Это впилось в нее острие копья Гера Булана. Еще 7 копий стражников тут же начали щекотать Тонгу-Тегину спину. Но Тонг-Тегин-волчонок только сплюнул смачно себе под ноги и спросил: «Что ты надумал, Иша Иосиф? Для кого ты шкуру войны расстелил? Уж не хочешь ли обманывать каких-нибудь пахарей, у кого вместо мечей лопата, вместо панциря кожаная накидка, вместо коня гордого с высокой гривой бык пахотный? Не к тем ты, жалкий, пришел со своей шкурой!» И крикнул ко всем Тонг-Тегин: «Эй, вся масса народа кочевников! Уходи прочь! Все уходите! Степь широка! Оставьте здесь Ишу Иосифа с его Тутгарой, прислугой, а сами скорее уходите!
Прискакал ко мне вестник. Бегите на восток, встретите полк со знаменем, который идет с Алтая на помощь нашему Элю. Проситесь под руку Бека Мергена, а меня оставьте одного искупать грехи ваши. Зачем вам сражаться с русами? Разве Рус не был прежде братом Хазару-кочевнику? Выкрикнул так Тонг-Тыгин и запел. Он стал петь степную песню, как будто уже едет по степи и поет ей колыбельную. Буч-буч, поет Семергук, клюет корм ради своего горла. Моя душа перепел, который бьется в огне. Красиво запел Тонг, и все его слушали. И даже Булан-Лосенок не решился оборвать Тонга, а только незаметно стал надавливать на копье, упершееся против печени Тонга. Тонг-Тыгин же, закончив песню степи, запел песню о луноликой девушке. Все видели теперь, что его тело терзает копье, и что улетает он, и уважительно молчали, слушая новую песню. Тере обычай разрешает герою, уходящему на небо, раскрыть то, что скромность всегда заставляет держать в тайне. Герой имеет право обнаружить, уходя на небо, свои чувства и даже признаться людям, что жил с разбитым сердцем. Поэтому никто не осудил Тонга-Тыгина за песню о луноликой девушке, тем более, что все сразу догадались, о ком он поет. Ее глаза колдовские, ее душа золотой свет, ее лицо жемчужина, та она разбила мое сердце. Я спросил ее, златокудрая, направляясь к нам, как ты прошла через обширные равнины, высокие большие плоскогорья. Она моргала синими глазами, она смеялась мне в ответ. На пути к тебе, принесшим многие мучения, твердые холмы стали мягкими, ибо мое сердце устремилось к тебе. Тонг-Тыгин упал с исколотой печенью, и люди потом поняли, почему он примчался на белом коне Арок-Сингула, чтобы его отправили ходатаем за Эль к богам. Люди поняли, что перед ним был пример его любимой, отдавшей себя в жертву Хорсу, солнцу. А на шкуру Иосифа после строптивости Тонга-Тыгина так никто и не встал. И хотя изворотливый Иосиф все-таки вывернулся и приказал привести из Куббы дряхлого Кагана, который оказался с бельмами вместо глаз и потерявшим слух и язык, все ведь можно растерять по дороге, когда ведут тебя слишком долго, и заставил Кагана все-таки взять в руки не поднимавшееся много лет медное знамя кочевников. Но пошли люди на битву за Каганом, а не за Иосифом. Впрочем, многие полагают, что лучше бы и не ходили. День 39. Царь Иосиф. Разгневанный, я направился за добычей. Я зарычал, словно лев. Я рубил головы героев. Кто меня удержит? Мужам я отделил головы от шей. Золото и серебро я захватил. Кто за меня не радуется? Кровь руса текла, как вода. Кости руса легли, как горы. Его крепкое мужское потомство стало рабами. Его чистое женское потомство стало рабынями. Мы хлынули на них, как поток. Мы появились у их селений. Мы разрушили их храмы. Мы нагадили на их идолов. Звонкий детский голос громко пел под окнами белого храма песню. Дети играли в войну с русом. Дети повторяли обряды взрослых, которые вчера во главе с Каганом вышли из города и пошли навстречу русу. И тот ребенок, который так звонко сейчас пел, изображая
шамана, стоявшего за спиной Кагана и певшего за него, а другой ребенок, который изображал самого Кагана, только раздевал рот и шлепал, облизываясь губами. Дети играли в победу над Русом. Но Иосиф уже знал, что свершилось противоположное, и смеялся. Потом он приказал: «Пойди, Булан, прикажи детям не играть больше в войну. Пойди, там ведь и твои дети». Во дворе Белого храма была масса детей. Родители свели их сюда на время военных действий под защиту храмовых стен. Дети замолкли, и Иосиф подумал, как хорошо все-таки, что он не вышел на битву, а взял отряд Булана и остался на острове, чтобы до последнего оборонять храм, чтобы остаться последним погибшим героем. «Мы умрем красиво», — сказал вслух Иосиф и обнял вертевшуюся возле него Серах. Она оказалась лучше, чем он о женщинах думал. Отправив сокровища, Серах вдруг вернулась и старалась в эти последние дни всячески сгладить тяготы, сделать все, что можно для Иосифа. Она и отряд Булана удержала от бегства. Ей нравилось, что среди всеобщего уныния и смуты она одна выглядела неизменившейся, красивой, молодой, уверенной, напористой, деловой, преданной. Иосиф дружески обнял Серах и благодарно засмеялся. Потом, отпустив жену, долго пытался остановить улыбку, ладонями массировал себе лицо. Но его мускулус ризориус, мышца смеха, свела от напряжения кожу лба, щеки раздуло, губы растянуло, и он все никак не мог разгладить их. Улыбаться Иосиф начал еще вчера на рассвете и беспрестанно улыбался весь день и всю ночь. Он улыбался, когда ему сообщили, что никого подкупить из присоединившихся к Барсу союзников не удалось, а значит, вероломства на поле битвы не будет. Улыбался, когда Барс отказался от выкупа. Улыбался, когда тавангары вышли из повиновения, собрали вооруженных родичей и кое-какие подкрепления, присланные из степи, и уже не спрашиваясь у Иосифа, посадили Кагана на арбу, поставили перед ним воина, который за Кагана держал медное знамя, и двинулись навстречу Барсу Святославу. Тавангары понадеялись на удачный конный бой с Барсом, но наткнулись на ощетинившиеся копьями пешие ряды. Бежав на остров, Иосиф проулыбался еще и всю ночь. Он помнил завет неизреченного Бога, что надо делать веселое лицо, когда не знаешь, что делать, и, пожалуй, исполнил этот завет слишком старательно, вовсю показывая окружавшим его женщинам и Богу свои белоснежные и, несмотря на несчастье, заботливо начищенные ревенем зубы. Он подошел к Серах и рассказал ей при всех забавную историю, как во время пожара, когда уже рушилась крыша, муж все никак не мог оторваться от жены. Он погладил по головкам двух чужих малышей, пошутив, что охотно сделал бы одного из них так, мол, они оба красивы, своим наследникам, жаль, правда, что теперь, кажется, уже ему нечего им завещать. Он вел себя и с другими женщинами и детьми так, как будто не было сейчас в государстве для его главы более важного дела, чем заботиться о подросшем семени и о том, как ободрить женщин. И он смеялся беспрерывно и в душе благодарил неизреченного за то, что тот надоумил его такому надежному способу остаться в памяти бесстрашным героем и смельчаком. Но вот беда. К утру его мускулус ризориус, не выдержав нагрузки, сдала. Мало, видимо, он тренировал ее раньше. Лицо у Иосифа одеревенело, превратилось в сплошную маску смеха, усеянную вдруг проступившими застарелыми оспинами,
и неуклюже украшенную будто приклеенным раздвоенным клином зелено-красной бороды. Бродобрей со страху перепутал пропорции красителя. Теперь каждый раз, чтобы убрать с лица маску смеха, Иосифу приходилось массировать лицо руками, помогать пальцами мышцам, и с каждым разом эта помощь продолжалась все труднее и дольше. Когда взошло солнце, Иосиф ушел со двора в храм. Он искал прохлады. Но и внутри всегда холодного, золотисто-белого храма было сегодня жарко. Горевший всю ночь по обоим берегам город раскалил воздух, и тот, словно нагнетаемый насосом, теперь устремлялся к острову, к холму, на котором стоял храм. За несколько часов этот горячий воздух высушил и сморщил, как урюк, кипарисовый потолок, мозаичный пол и резные украшения, прибитые к колоннам. Глинобитные стены храма отдавали жаром, как камни очага. Сирах приказала желторизным, она очень усердно командовала всеми, заменяя главнокомандующего, и даже решилась приказывать в храме погасить огонь в жертвеннике. Достаточно было искры, чтобы храм вспыхнул, будто склеенный из китайской бумаги, и все находившиеся в нем сгорели бы заживо. А, впрочем, может быть, напрасно отдала Сирах такое распоряжение, сейчас думал Иосиф. Сгореть в храме — разве не красивая смерть? Это же смерть праведника. Иосиф сейчас уверял себя, что при всей безусловной древности поклонения неизреченному Богу в его исторических свитках недостает мучеников. Выходило, что сам-то Бог весьма устрашал людей, а вот люди за Бога не мучились. Когда чего-то хочешь вообразить, то вообразишь уж непременно. И Иосиф предположил, что неизреченный, видимо, хотел обойтись без наивных упрямцев, вся святость которых состоит лишь в том, что они ложились под колесо судьбы, даже не попытавшись хоть чуточку сдвинуться с проезжей части. Иосиф поднял глаза к потолку. Потолок чернел на глазах. Иосиф перевел глаза на стены. Глинобитные стены были в паутине трещин. Он шагнул к двери. Он шел к выходу. Иша, опрометчиво ставший царем, и думал. Властителем этой страны был я всегда, но странное дело, меня стали прославлять одни, и поднялись против меня другие, вовсе не в те годы, когда я безраздельно царил, но лишь после того, как я сам раструбил о своем царствовании на весь мир и принародно водрузил себе на голову корону. Неужели так устроены люди, что власть им не во власть и сила не в силу, покуда не поставлены на он их печати? Неужели люди повсеместно живут только печатью, только печати слова поклоняются и за печать слова умирают? Всем я был здесь, но безропотно сносили мое самовластие кочевники, пока не заставили меня обстоятельства объявить себя равным Кагану. И тогда тут же мои подданные не нашли ничего лучшего, кроме как попытаться принести меня в жертву за грехи свои и, лишив возраста, отправить на небо. И ведь отправили бы, не смилуйся надо мною глупость наследника. О, великий масон, ангел лика! О, сам ты, Энсов! Осмелев, назвал Иосиф громко вслух другое, неизрекаемое имя своего неизреченного Бога. Неужели ты предал меня? Он думал все другие слова, а вслух только громко кричал и кричал неизрекаемое имя своего неизреченного Бога. Он думал, сейчас разрушатся храмовые стены, пусть хоть разрушатся они не безгласно, а с именем Бога моего. Но смолчали стены, и даже эхо не откликнулось на Иосифа крик, будто умер Бог его, неназванный. Всем для всех был он, а названный — пустота. И, встав на колени, возопил тогда Иосиф: «Соратники мои, подойдите!
Не найду я мудрого меж вами. Ты, Герфанхаз, где ты? Об двери во дворец мой тебя разбили. Ты, Арстархан, к предкам своим убежал от меня. Ты, Гербулан, что-то давно уж не слышу я голоса твоего во храме. Говорил ты мне, что как лодья плавает твой конь. Коня твоего я во дворе храма не вижу. А ты, Памфалон, разве не поднял тебя из грязи в князи я с помощью своих людей в Константинополе, подкупивших владетельных бога твоего? Но со страху разорвалось твое трусливое сердце. Не считал я тебя своим единоверцем, Вениамин, но ведь помиловал. Однако и тебя нет. Сам ты себя по неразумности своей на жертвенник положил, сам себя ножом толпы проткнул. Кто еще? Ах, есть у меня бесплодная жена Серах. Бежала, прибежала, бог с нею, бесплодную. Куда ни побежит, плода не принесет. Прошли дни мои, думы мои, достояние сердца моего разбиты. Если бы я ожидать стал, то преисподняя — дом мой. В тьме стелить мне постель мою, гробу говорить: ты, отец мой, червю, ты, мать и сестра моя. Эй, где же моя надежда? И ожидавшегося мною кто теперь увидит? И оставляемое мною кто со мной разделит? А, Серах, кажется, опять сбежала. И тогда вышла из темноты храма к Иосифу чернокудрая Сераха и к нему прижалась и сказала, прикасаясь пальцами к короне на его голове: «Я не убежала, я здесь, я увижу, я с тобой все разделю. Никто, кроме женщины, тебя теперь не увидит. Никто, кроме женщины, с тобою обездоленным беду твою, как ложе, не поделит. Что мне жизнь моя в бегстве, когда ты такой красивый и гордый, не обласкан? Дай защищу я тебя, дай я тебя в себе сохраню, величавого. Всегда одного тебя я любила, как увидала ненаглядный красивый мой. Об одном тебе в мечтах мечтала, в надеждах своих на тебя надеялась. Поцелуй же меня долгим поцелуем, не побрезгуй перед огненной печью. На все я ради тебя, прекрасный мой, готова. Но что сделать мне сейчас? Что совершить? Какой тебе от меня нужен подвиг? Каюсь я, грешная, о себе молодой я подумала, когда они к городу подошли. Испугалась, бежать одна хотела. Ведь не только, чтобы ценности в Крыму в горах, в Караимском храме древнем Чуфуткале спрятать, скинию и ковчег для единоверцев наших из Хазарии исходящих сохранить, села я на лодии уплывающие. Но тебя, ненаглядного, единственного моего, бросить собиралась. Подумала, стар уже он, а я юна. Осень у него, а у меня весна. Зачем мне с ним погибать? И так всю ему себя я без остатка отдала, юность свою цветущую с ним окаянным, ненасытным погубила. А он-то пожил много за 50 лет, своих удовольствий и почестей имел. Много сладкого вина высокомерия выпил и в тщеславии выкупан, преклонениями умащен. Я же веточка зеленая с листочками изумрудными, солнцу еще не нарадовавшаяся, перед луной высоко не напрыгавшаяся. Зачем мне неизбежное раньше срока принимать? А не умнее ли, не полезнее ли за отца своего Вениамина-мученика раскаянное приношение от единоверцев принять? Как на титлах в древнем храме Чуфут-Кале имя его золотом выпишут, насмотреться, к народу выйти, чтобы знал народ, что семя мученика с людьми осталось, вот, в дочери живет, а дочь внуков достойных деда народу своему родит. Так, каюсь я, грешная, думала. Но, видно, думать полезно для себя — это одно,
а думы свои противу сердца своего, противу жилочки каждой, тебя, любимого, помнящий, по тебе воплем тоскующий, это совсем другое. Дочь любви я, дочь крови горячей, не хотела, а не заметила, как я вот вернулась. Вот опять обнимаю тебя, тело твое чувствую, и мне хорошо, и сердце сладостью полно. Скажи теперь, как мне дальше быть? Вспоминаю я завет предков, пример и опору в душе ищу. Была бы я Иудивь, вдова иудейская, красиво видом и привлекательно взором, а барс, подошедший к городу, был бы Алаферн из рода Навуходоносорова. Сняла бы я тогда голову с Алаферна, уж исхитрилась бы. Вся я соблазн, и нет стражи, которая сможет остановить меня. Только вот беда, не вдова я. Как мне при живом муже прелюбодействовать? Даже и святого дела ради прелюбодействовать не велит наш закон. Сказала так и опустилась на колени рядом с молившимся мужем своим прекрасным Иосифом Сирах, и упала в ноги ему и заголосила, как по покойнику голосят: «Ой, любимый, прекрасный мой, почему же не вдова я, чтобы за тебя отомстить? Почему ждать часу своего должна?» И в ответ усмехнулся Иосиф и руку свою к змеившимся черным волосам своей Сирах потянул, но не погладил ее кудрей, потому что шел уже от них такой жар, что показалось ему, что вспыхнут они, если их погладить, как пакля от триния. Отдернул он, как от костра, руку и сказал: «Вот ты вправду Сирах, огонь, а вдовой стать куда торопишься? Еще солнце за небосклон не зашло, природа не овдовела». Проглотила слезы Сирах. «Зачем над тайной усмехаешься? Знаю я давно, что все мы дети вдовы. Отец ведь мой Вениамин посвященным был и от любимой дочери тайны не скрывал. Знаю, что считают христианские еретики-манихеи, вроде убиенного епископа Памфалона, себя сыновьями вдовы, и что из-за этого их в преступной связи с посвященными в Йоциру обвиняют, в знании каббалы и закрытых чисел, в прочих от детей вдовы исходящих совращениях, и что ты с манихеями нашими городскими всегда на одном языке говорил. Все знаю, помню, что наравне с моим отцом Вениамином Мучеником ты себя всегда тоже ремесленником называл, говорил доверенным своим: разве управление не требует навыка потомственного, ремесленного, цехового? Разве визир не профессия? Разве у иш-визиров не может быть своих тайн мастерства, что, как во всяком порядочном цехе, от отца к сыну передают, а чужим, чтобы не похитили, навык тайны не доверяют? Я все помню. Только где же сейчас твое ремесло? Что же оно тебя использовало, как девку непотребную, и бросило на потеху, на расправу боям барса тебя, мастера, равнодушно отдает? Или ты не мастер?» Поднял гордо голову Иосиф, хоть и на коленях, в молитве последней, однако гордо сказал: «Макбенаш!» Истлел труп. Надо полагать, что мастером Хирамом чувствовал себя в тот сладостный миг Иосиф. Известно всем про Хирама, что это он сын одной вдовы из колена Нефалимова, призванный Соломоном, строил храм и притвор храма. Известно посвященным и о том также, что, строя храм, разделил он строителей на разряды, чтобы получали строители каждый согласно труду своему и в соответствии со своими талантами и усердием. И потому мастерам шепнул заветное слово, зная которое они получали только им одним награду положенную, а подмастерья взбунтовались, захотели получать столько же, сколько мастера, и убили Хирама. Мастера же нашли его могилу
и над нею, покрыв себе руки белой тканью, в знак невиновности своей сказали друг другу: «Мясо отделилось от костей, маг Бенаш, труп истлел». Мастера и до сих пор таинственно друг другу так говорят, сделав эти слова посвящением, и подмастерьев низких в свой круг с тех пор и впредь навсегда не допуская. Погиб Хирам, но подмастерьем заветного слова, чтобы они не по трудам своим могли получать, все-таки не выдал. Вот и Иосиф тоже решил для себя, что уйдет он теперь в мир иной, героем, но не предаст установления. Оттого гордо и поднял голову, хоть и стоял на коленях, оттого и сказал, как в завете: «Маг Бенаш, истлел труп». Хотел он тоже, чтобы и о нем слово передавалось впредь из поколения в поколение, от мастера к мастеру. Но поднялась на ноги лежавшая ничком и рыдавшая у ног Иосифа верная Серах и встала над ним. И обе руки к нему прося протянула и закричала, как под рукой палача на плахе: «Нет, нет, не хочу! Не истлел еще твой труп, муж мой прекрасный Иосиф! Зачем ты себя и меня на смерть обрекаешь? Ради кого и чего? Что нам с тобой от того будет, что от мастера к мастеру кто-то на ухо «Маг Бенаш» прошепчет? Мы-то рядышком в землю сырую сейчас ляжем. Мы-то никогда уже друг друга сладко не обнимем, на ложе не взойдем с любовью. Бежим отсюда скорее, милый, прекрасный мой, сестры мои за соколабами в замужестве. Укроемся у них. Не отдадут Шурины мои ни меня, ни тебя, мужа моего, в обиду. Переждем, укрываясь у них, беду, а там, глядишь, и небо раздвинется, и луна полная выйдет, нам поможет. Давно уже не чужие мы этой земле, а родная земля нас не выдаст». «Родная!» — искривилось горьким смехом лицо Иосифа, и нельзя было понять, то ли мускулус резориус, мышца смеха перетруженная, опять его подвела, гримасу вместо теплой памяти от бессильной усталости изобразила. То ли сам он только уже горечью жил, горечи хотел, и одну горечь из себя выдавить смог. Это ты, Серах? Родная земля нас не выдаст, говоришь. Ты, которая меня все ссорила с нею, кочевники, скот, купцы, псы, ремесленники, Тутгара, прислуга, одна ты, черное пламя, дитя вдовы, единственная женщина, принятая в общество. Ну вот, теперь наглядимся на пожар. В пламени сами погибнем. Как красиво, очень красиво будем гореть. Роскошное зрелище. Любимый мой, зачем ты так? Я вернулась не для того, чтобы сгореть с тобой, а чтобы спасти тебя, сохранить лик твой на земле, ясный, гордый лик. Нет тебя прекрасней, мой Иосиф. Лицо твое — чистое золото, кудри твои — пальмовые гроздья, очи твои, как голуби на водных потоках, купаются в молоке, сидят у разлива. Губы твои — красные лилии, капающие миррой текучей, ноги твои — мраморные столбы, поставленные в золотые опоры, облик твой — как Ливан, ты прекрасен, как кедры его. Таков ты, мой милый, таков мой муж. Завидуйте женщины Хазарана, досталось ее милому, и меня он желает. Пойдем, мой милый, выйдем в поля, в шалашах заночуем. Выйдем утром в виноградники, зеленеют ли лозы, раскрываются ли бутоны, зацветают ли гранаты. Там я отдам мои ласки тебе. Разве тебе для счастья мало? И хочет обнять Серах своего прекрасного Иосифа, голову ему свою чернокудрую на плечо положить. Вместе мы. Что нам еще от жизни надо? Пойдем же скорее, пойдем отсюда, из ада этого прочь. Иосиф! Пойдем в поля, там переночуем и решим, как быть дальше. Все начнем с тобой сначала.
чем-то мы здесь ошиблись. Сироты мы теперь с тобой, мой царь. Истинно дети вдовы природы. Бежим в поля, добрые люди сирот пожалеют. Растрогался Иосиф. Протянул было опять руку, чтобы обнять за плечи свою Сирах, но отдернул руку. Показалось ему, что в костер он руку опускает, что черное пламя его лизнуло. Сказал: какие же мы сироты, Сирах, коли сами мать свою извели. Если дети убили свою приемную мать, то равно тяжек грех. Что ты единому скажешь? Нашла я, сирота, себе землю. Обласкала она меня, поила, кормила, а я ее разорила. Прости меня, единый, за сиротство пожалей. Попыталась поцеловать любимого Сирах. Не бери на сердце, мой царь. Разве не о благе для Хазарии думал ты? Много разных языков слилось в один общий котел у нас в Хазаране. Вот ты и обольстился. Торговля — мир, торговый язык для всех един. Разве ты виноват, что стали ссорить языки рахданиты? Не кричали: тот купец плохой, потому что конкурент мой. Кричали: тот купец плохой, потому что не на святом языке говорит. Прогони, убей иноверца. Много разных сект развелось у нас в городе. Дети вдовы, сыновья вдовы, прочие заговорщики и еретики. Вот тебе нашептывали: обопрись тайно на нас, мы тебе через сообщников своих в чужих землях поможем, мы тебя там поднимем, а ты нам тут благоволи. Ты поверил, но вышло, что кордовскому ремеслу помог, а собственное отечество разорил. Обманули тебя, любимый мой, эти преступники, а ты ведь мудрым был, ты мне сам открылся. Ту веру царь должен принять, над которой царит, тот язык беречь, которым правит. Как ты на Курилтае, собрании сильных, ненависть в пользу обернул. Разве ты виноват, что ржа далеко зашла, что они тебя после Курилтая не послушали? Кагана старого под знамя вывели. Ты еще найдешь применение своей мудрости, а сейчас прочь нам надо. Приободрись, Иосиф, ну, обними меня, мой желанный муж мой, прикоснись ко мне, и силы бежать найдешь, жить дальше будем. Не прикоснулся, однако, к возлюбленной Сирах Иосиф. Молча с колен поднялся и пошел к порогу храма. Ни одного стражника во дворе храма уже не было, только жались к стене храма осиротевшие ребятишки. Они были испуганы и больше уже в войну не играли. И засмеялся Иосиф и сказал: эти сироты, забрать их некому. Так же вот и я сирота. Был царь, стал дитя вдовы. Ему было приятно подумать о себе, как о сироте. Думалось ему, что вот народ, о котором он заботился, отбился от рук, и его, царя своего, из небу подобного, до детей вдовы, заговорщиков опять не звел, к тайным завистникам вернул. С порога храма было видно, как в городе по обоим берегам затихает бой. На левобережье сражалось ополчение ремесленников, на правобережье пытались защищать каждый свой дом купцы. Однако настоящего боя уже давно не было, ибо разве можно было назвать сражающейся толпу обезумевших мужчин, которых медленно обступала белая стена? Мужчины умоляли о пощаде, им в ответ кидали брошенные ими сабли. «Варвары», — подумал Иосиф, — «они хотят остаться благородными и по своим варварским представлениям полагают, что оказывают этим мужчинам великую милость, разрешая отправиться на небо с саблями в коченеющих руках». На широкой стене, опоясавшей двор храма, у костров, разведенных под чанами с кипящей смолой, суетились воины из особого отряда неизреченного. Они были в голубом, как Иосиф,
и в руках у них были черпаки с длинными древками. Они собрались защищать до смертного вскрига ковчег и священные сосуды. «Вот мученики, по которым я печалился», — подумал Иосиф. «Только не великие, потому что безымянны. Нет, потому что ни у кого из них громкого, как у меня, имени, и ни звания, ни должности тоже нет. Ах, знали бы вы теперь, что собрались умереть, защищая в Белом храме то, чего там нет и никогда не было. Впрочем, что вам? Сочинители напишут славы вашей ради, что Бог увидел ваш подвиг и сотворил чудо, и самолично прибрал сосуды, так что, когда ворвались варвары, то отдернули они черную занавеску и увидели за нею только пустоту. Ах, напрасно я, видимо, ухожу из храма. Раз должно еще случиться такое чудо, то не сгорит храм, или он сгорит уже после того, как свершится чудо. Всегда ведь храмы сгорают после того, как успеет совершиться в них чудо. Иосиф подошел к смертникам. Были они пока без дела. Воины Святослава не торопились осаждать храм. Там, в городе, по обоим берегам реки, они продолжали заниматься своей нехитрой игрой, выкуривая из горящих домов остатки разбитого противника и заставляя их умирать с саблей в руке. Воины Святослава так увлеклись этой забавою, что, к удивлению Иосифа и вопреки обычаям войны, предпочли ее насилию над женщинами и грабежу. Драгоценные вещи они просто кидали в общие кучи посреди улиц. Женщин и детей направляли к берегу реки, где рядом с вытащенными на берег бесчисленными челнами уже варилась на кострах пища, сидели раненые, вокруг которых суетились волхвы, прикладывавшие к ранам кровоостанавливающие коренья. Иосиф постоял возле одного из чанов с кипящей смолой. Какой-то лучник, похоже, булгарин из союзных со Святославом войск, увидев корону на голове Иосифа, как бы нехотя прицелился, выстрелил. Все на стене замерли, видя, как убийственно медленно, словно замерев в полете, приближается к голове Иосифа красноперая стрела. Стрела прошла над короной. Иосиф, по-прежнему улыбаясь одеревеневшим лицом, спустился со стены и попросил открыть ворота. — Куда ты, царь? — спросил открывавший ворота смертник в голубом одеянии. Иосиф не ответил. Он вышел из храма и пошел через остров мимо своего дворца к наплавному мосту. Он видел, как за ним выскользнула из храмовых ворот и побежала желтая тень, похожая на серах, но не приостановился. Он шел на левый берег, туда, к кострам с ранеными вокруг них, к пище, к детям и женщинам. Он ждал, что сейчас ему в спину попадет пущенный из пращи камень, или между лопаток вопьется стрела, направленная из храма. Камень не попал, а стрела не впилась. Он уже шел между дерущимися. Возле одного из горевших домов он отломил чудом не обуглившуюся зеленую ветвь и взял ее в руку. Теперь в голубом наряде первосвященника с широким желтым поясом, с короной на голове и зеленой ветвью в руке, он казался себе очень внушительным. Солнце еще было низким, и в косом утреннем свете, прямо против которого Иосиф шел, горящий город почудился Иосифу похожим на аппликацию из красного шелка, нашитую на черный шелк многоводной реки внизу и синий шелк неба вверху. А потом вдруг увидел Иосиф занесенный над собой меч, и город стал в его глазах белым-белым, а река и небо одинаково черными. Меч был все ближе. Но когда Иосиф, ожидая удара, закрыл глаза, то услышал крик, пронзительный крик женщины. Он открыл от этого крика глаза и увидел, что у самых его ног корчатся два куска человеческого мяса, два обрубка в лоскутах желтой материи, оставшиеся от того, что было мгновением назад
прекрасным женским телом. Он перешагнул через обрубки, и когда перешагивал, то ему показалось, что от одного обрубка на него, застывая, глядят прекрасные черные глаза серах, и над ними треплются в воздухе, как черный факел, ее волосы. У нее были груди, как башни, опора любимому. У нее были волосы, как черный виноград, и гроздями мелкие колечки свисали. Длинными лозами пряди по плечам расползались. У нее были губы, как алый сок. Однако какое ему теперь могло быть дело до той, что, заслоняя его от меча, приняла смерть раньше, а ему на несколько мгновений жизнь продлила? Он шел по наплавному мосту и удивлялся себе, почему он не приказал сжечь этот наплавной мост. Или у него не поднялась рука уничтожить то, что было его детищем, и принесло ему столько звонкой благодарности, которую он мог часами считать, щупать, видеть. Он споткнулся, зазевавшись, споткнулся о что-то тяжелое, теплое и липкое, и выронил свою зеленую ветвь. Нагнулся, подобрал, зажал в кулак, снова поднял зеленую ветвь над собой. Но теперь с ветви капало ему на лицо что-то теплое и липкое. Иосифу не захотелось поднимать глаза на свою зеленую ветвь, чтобы не убедиться, что он уже вымазал ветвь мира по оплошности кровью. Барса Святослава он узнал сразу, хотя и был Святослав без голубого княжеского корзна на шее. Святослав уже снял с себя доспехи и стоял коренастый, в белой рубахе, в широченных синих штанах, с кисточкой-оселедцем на бритой голове. Таким вот и описал мне тебя в письме из Киева Вениамин. А я по привычке Вениамину не поверил, — подумал Иосиф. И, сообразив, что судорожно сведенная мышца смеха все еще кривит его лицо в широкую улыбку, неожиданно для самого себя вслух громко и представительно сказал, умело подобрав славянские слова: «Приветствую тебя, барс Святослав, великий полководец! Я слышал, что ты нуждаешься в расторопном ише-визире». День 40. Полководец Дабун Мерген. Сокровенное сказание, летопись кочевников, сохранила о хазарах последнюю запись под годом Барс-Ил 966 годом. Летописец записал: поздней осенью года Барса случилось еще следующее. Пришел на Этиль реку с Алтая, вызванный оттуда хазарами, полк со знаменем. Сын Дабуна Мерген, согласно воле отца, хотел взять хазар под себя, но, видно, слишком долго добирался полк. Никаких достойных людей, чтобы взять их под себя, Мерген на Итиле-реке не нашел. Полк вышел к реке перед рассветом, и сначала воинам полка показалось, что они видят только черную тучу, припавшую к воде. Но, подскакав ближе, воины различили остатки города, обуглившиеся развалины на острове посреди реки, а по обоим берегам заброшенные землянки и юрты, среди которых бродили одичавшие, голодные, готовые растерзать человека псы. В небе каркало бесчисленное воронье. Вдоль реки стоял засохший чекан, меж голых стеблей которого сиротливо гулял холодный ветер. Недалеко от города полк наткнулся на чистокол, внутри которого остались следы священного огня. Рядом с выжженным кругом, уткнувшись в его край сломанными оглоблями, стояла полусгнившая арба и лежало несколько древних таботаев. — К полному упадку, видно, пришел этот Эль, — сказал, разглядывая таботая Мерген. — Даже вот священный прах древних предков некому у этого народа поднять. Воины Дабуна горестно склонили головы. Полк поднял свое медное сверкающее знамя и пошел быстро назад, на восток, навстречу восходящему солнцу.
Но, заслоняя восходящее солнце на востоке, возникло пыльное облако. Оно росло, как смерч, надвигалось. Затем небо потряс гром тьмы копыт. Это прикатилось за полком орда. Она сходу ударилась о преграду реки и, смешавшись, растеклась, как в половодье. Люди расседлывали лошадей, ставили шатры юрт, зажигали костры. Мирные пастухи-татары начинали жить. Люди заселяли свободную землю. Земля на берегу реки была слишком обильной, чтобы пустовать, и прикатившие за победоносным полком ордынцы, а среди них в основном были люди из обнищавших, разоренных захватчиками племен, как дети, радовались дару неба. Мерген долго смотрел на этих счастливых, готовившихся к мирной жизни людей, потом широким взмахом воткнул в землю сияющее звонкой медью знамя. «Здесь наша земля, татары!» Первоначальное самоназвание одного из племен Великой Степи уже к X веку стало употребляться в широком значении сокпо, то есть пастухи, мирные ордынцы, татары, предки поволжских тюрок, подданных Золотой Орды. Во время монгольского нашествия мирные татары мобилизованы были в своего рода ополчение, которое гнали, не жалея, впереди войска. Отсюда на татар позже упала вина за насилие, чинимое воинственными ордынцами. Такова насмешка истории. Готовьте послов мира к нашему брату-речнику Русу. Коли укрепим братство, никто больше нас с нашей земли не прогонит. Сами себя погубили хазары неразумные. Теперь мы здесь будем жить. Братья русов, татары. Конец книги. Содержание. Книга первая. Начало первой дорожки первой кассеты. Книга вторая. Середина четвертой дорожки второй кассеты. Читал Виктор Ткаченко.